Дамир, здравствуйте. Я рада Здравствуйте. приветствовать вас в студии программы «Один на один». Обычно я приглашаю бойцов, и мы разговариваем с ним о жизни вне октагона. Но у нас тоже с вами есть что обсудить, есть интересный инфоповод. Вы стали президентом Федерации ватербола. Ватербола, да. Расскажите, как это произошло и чем вы будете заниматься. Да, всех приветствую. Для меня это новый мир. Да, я же в бизнес-индустрии, у нас там свои подкасты, свои темы, свой мир, да, и у нас реально в Казахстане есть там свои миры, там спортсмены, бизнесмены, там инвестора, да, мы особо там друг друга не знаем. Вот, в спортивной индустрии, наверное, последний там 2022 года уже, третий год прошел уже как в спортивной индустрии. В этом году вот я стал президентом Федерации ватербола, а в том году уже, наверное, больше там, порядка, наверное, 9 месяцев я уже являюсь вице-президентом Панкратиона Республики Казахстан. Вот, Сагындык Ага, наш президент Федерации, все его знают, но думаю, как бы в основном спортивная аудитория смотрит. Вот, немного расскажу о себе. Меня зовут Дамир, я с Алматы, являюсь нетворкером. Кто такой нетворкер? Введу в контекст, это человек, который, у которых есть полезные знакомства. И тот человек, который выстраивает полезные знакомства. Ну вот со всеми, начиная там с госучреждений, там, заканчивая предпринимательством и так далее. Ну, это по-казахски саке-маке, но это чуть-чуть не то. Вот. Являюсь предпринимателем. Вот, у нас разных много проектов. Запускал, наверное, за 7 лет в бизнесе больше там 30 разных успешных проектов. Закрывали, открывали. В бизнесе всегда же так как бы тоже комбинируешь. Если в ММА они там грэпплинг, качка, бокс, там борьба и так далее. У нас то же самое. Вот, основатель группы компаний Шанрак Групп, это группа компаний, состоящая из 7 компаний, у нас там бизнес-клубы, Шанрак-форумы проводим, ну, все, что связано с бизнесом. Я об этом хотела с вами, поговорить потом, отдельно, потом, выделим блок вопросов про это. Просто сейчас интересно, как вот вы, бизнесмен, оказались в такой спортивной индустрии. Ну, Нурбек Карабала. Как вы познакомились, кстати, Да, с вот, наверное, надо вот контекст здесь знакомства, да. Я же нетворкер. Да. Вот, в 2022 году познакомились с Нурбек Ага. Нурбек Карабала, буду Нурбек Ага называть для меня Ага. Вот, так как старший брат, не родной и не родственный, да, просто старший брат, да. Начали общаться, вот, взаимодействовать. Наверное, для Нурбека я был... Где-то на форуме познакомились? Нет, мы после январских событий познакомились. После январских событий познакомились. Я как раз у него на Карабала шоу, да, у вас вот Карабала шоу снимался. Вот, потом дальше как-то вот потихоньку начали взаимодействовать, я приходил на Найзу, как бы особо коннекта такого не было, потом начали сближаться, общие интересы находить, да, вот все-таки говорят же, человек идет на человека. И человек зачастую, почему с другими общаемся не про ценности, а больше про энергию. Да, вот. И человек энергетически, я ему подошел, он мне подошел, как начали сближаться, общаться. Вот. Наверное, знаете, я же с другого мира. Наверное, этот ему и мир тоже был интересен. Мне все-таки тоже интересен мир спорта был, потому что я сам тоже спортсмен, как бы. Не так, что я там спортом вообще не занимаюсь. Системно занимаюсь где-то в районе там, 15 лет дисциплинированно, вообще тренировки не пропускаю. Вы чем занимаетесь? Какими видами спорта? Ну, я же бывший военный. Об этом можно потом поговорить, про спорт. Вот. Познакомились с Нурбеком, начали общаться, дружить. Как бы он меня в спортивную индустрию затягивает, я его в предпринимательскую индустрию, там, нетворкинг. Он же выступает на форумах у вас? На форумах выступает спикером и так далее. Правда, называет это сектантство. Об этом тоже отдельно хотелось поговорить. Секта постоянно приходит. Ну, секта это же что? Это же равно сообщество. То есть, как бы... В секте есть некий религиозный подтекст в формулировке именно этого слова. Если в Google информацию почитать, что такое секта, это больше про людей, которые объединились с общими целями. Вот как бы у кого-то... Но слово имеет негативную коннотацию. Конечно, как и сетевой бизнес. То есть, не в обиду сетевикам, сетевой бизнес чуть тоже репутационно потерялся. И из-за этого, наверное... Найза тоже секта. Как бы у спортсменов есть. Мы комьюнити. О, вот это комьюнити, да. Мы сектанты. Вот. Присоединился к нашу секту, в нашу комьюнити. Вот, начали взаимодействовать. И вот так уже, вот как бы, уже с семьями сейчас общаемся. То есть, моя супруга с его супругой общается. Как-то так, да, уже больше про семейные мы ходим там на разные мероприятия, больше про семейные. И уже как-то вот сблизились энергетически, по ценностям, по понятиям, так сказать. Вот так вот познакомились. И вот начали взаимодействовать. И, я человек, наверное,
не то что эффективны, говорят же, чтобы человека определить, нужно смотреть его результаты в прошлом. То есть у меня есть хорошие результаты в прошлом, да, и думаю, сейчас назначая меня президентом Баттербола, я думаю, что это будет, ну, сподвигнет, так сказать, на рост хороший, потому что все-таки это медийная сторона у нас очень большая, то есть это привлечение спонсоров, это выстраивание правильной системы в компании, как бы. Это, наверное, про нас, то есть мы, наверное, про систему, про организацию, систему, эффективность. Вот это же тоже некий бизнес. Понятно, что он там условно не рентабельный, но это тоже вот некий бизнес Баттербол. Вот, и... История Баттербола нам вообще очень интересна. То есть ее когда придумали, да, эту игру, потом был вот этот знаменитый всплеск нашей медийки, когда про нас все написали, когда разбили в Актобе, да, это как кольцо. И тогда, мне кажется, о Баттерболе написали не только все наши местные издания, да, но там и Шакил О'Нил упоминал, по всему миру мы прогремели. Потом были игры, вы тоже участвовали, да, даже 3 раза. Да, в команде с Эльдаром, да, вы были? И потом, ну, как-то, откровенно говоря, история с Баттерболом пошла на спад. Сейчас ваше назначение, это придаст какое-то новое дыхание, да, я так понимаю? У вас есть планы по развитию этого вида спорта? Ну, по-любому, да. Как бы я знаком практически с Баттерболом, потому что первый раз мы проиграли 11-0. Я выдохся там за 3 минуты. Многие, кто не знает, что такое Баттербол, все-таки, знаете, легче, наверное, поспарринговаться 3 минуты, нежели 3 минуты, если ты не умеешь играть. То есть ты за 3 минуты можно устать просто нереально. Я так никогда не уставал. 11-0 проиграли, потом тактику поняли, подготовились к следующему Баттерболу и стали чемпионами. На 10 миллионов, раз, второй раз, потом второй раз еще раз сыграли, это 3-й раз, уже двукратным чемпионом стали. В команде у нас Мухит играл, со Астаны парень. Вот он комментатором, кажется, 24 февраля у вас будет. Потом Адильбек Низамбетов, все его знают, двукратный серебряный олимпийский чемпион он. Вот, плюс у нас, ну, в команде менялись тоже там, так сказать, 4-е игроки менялись, вот, а основной 3 состава, вот мы в таким составом играли, вот, и сейчас я думаю, что, наверное, имея какой-то опыт в практике, то есть понимание Баттербола, плюс у меня сейчас хорошая коммуникация со всеми спортсменами, то есть я со всеми спортсменами уже дружу, вот, со всеми, так сказать, лидерами мнения в бизнесе, в спорте, так сказать. Вот. Плюс я лидер мнения в бизнесе. Я думаю, если все соединить, лидеров мнения спорта, бизнеса, что-то вот устроится, получится грандиозно. Почему? Если мы правильно выстроим структуру в компании, то есть, да, привлечем крупных партнеров, то уже там призовые места будут, если у нас раньше 10 миллионов будут, тут уже 20, 30, 50 до конца года. Вообще мы с Турбеком говорили, чуть ли не до $1 миллиона поднять. То есть я думаю, что это многим компаниям будет интересно медийно. Вот, ну, уже за $1 миллион будут привлекаться уже мировые спортсмены с UFC, я не знаю, там, с разных компаний уже будут все-таки привлекаться. Я думаю, что это тоже некий буст для страны даст. Все-таки говорят же в бизнесе, внимание равно деньги. То есть, чем больше внимания мы Баттерболом покажем, чем больше разных будем интеграций с разными бизнесами делать, чем больше мы, наверное, внимания для страны привлечем, что у нас вот такой как бы спорт есть, да, как бы, а это уже... Да, такой уникальный бренд, который мы можем для странового пиара тоже использовать. Конечно, для странового пиара. А если глубже копать, это для развития туризма. То есть люди будут задаваться, что за Казахстан, заходить в YouTube, там уже ролики, видеомейкеры делают, да, уже как бы это развитие туризма, да, это привлечение инвестиций в страну, как бы, да, по идее нам кажется, что мы такие особые изменения делаем, но закладывая такие семена, мы очень хорошо помогаем экономике страны, то, что будет привлекаться новое внимание к стране нашей, а страна равно деньги, то есть привлечение денег для развития страны. Вот, если глубже даже копать. И думаю, дай бог с моим назначением, сейчас мы будем потихоньку разгоняться и привлекать достаточно большое внимание для Баттербола. Ну и плюс все участники, которые будут участвовать в Баттерболе, я считаю, что это хороший стимул и не такой сложный, так сказать, будет биться. То есть, да, там не надо до титула идти, драться со всеми, здоровье оставлять. То есть не так сложно будет готовиться, но и гонорары большие, это первое. Второе, медийность. Все-таки медийность очень большая будет у нас, большая сфера влияния на блогеров, то есть это будет привлечение блогеров, новый мир. И, наверное, это будет, наверное, знаете, вот есть Найза, есть спортивный мир, есть есть бизнес-мир, где я. И Баттербол это, наверное, некий мост будет соединяться между спортивной индустрией и вот такой
с бизнес-индустрией. Это, наверное, некий мост будет, который будет соединяться, и, наверное, будет создаваться какой-то комьюнити, как бы единомышленники, вот, понимание. Потому что, например, если глубже покопать, если какой-нибудь боец у нас поиграет, например, с Найзы в баттерболе, то мы-то привлекаем аудиторию, будем бизнесовую аудиторию, инвесторов разных, которые крупных компаний, медийных блогеров, которые будут замечать таких бойцов, которые потом могут становиться, условно, их спонсорами. Соответственно, если спортсмен получает деньги, он может и в Таиланде готовиться, да, везде. Соответственно, подготовка у него уже деньги есть. А зачастую же спортсмены, они же больше совмещают бои с основной работой. Как бы, наверное, бои – это не основная работа их. Ну, не говорю про всех, но мне кажется, 70% бойцов, больше у них есть своя основная какая-то работа. Кто-то, может, в охране работает, кто-то, может, менеджером где-то работает, кто-то мобилографом работает. По вечерам тренируются и потом дерутся. И глубже мы когда смотрели, я думал, что вот этот Найза, это будет некий мост соединения, это будет знакомство этого мира с этим миром, чтобы они могли то есть коммуницировать между собой. То есть, и это будет классно, когда каждый предприниматель может взять спортсмена себе там на обеспечение, так сказать, да, но на взаимопиар, то есть он с его флагом выходит условно и так далее, но тот ему взамен дает деньги, чтобы тот классно готовился. То есть, если тем более он с бизнес-индустрией, у него очень хорошо построена команда маркетинга, например. Если он, допустим, даже бойца возьмет себе, то есть на пиар, да, бойца возьмет, он хорошо его распиарить. То есть, это начиная там от трештока, медийности, подкастов, везде. И, соответственно, бойцу гонорар больше будет платить все-таки. Есть хороший пример с Молдир Сюншели, да, которая сейчас вот активно, да, она же подруга, из да. вашего нетворкинга. Да. И она сейчас прям стала нашей активной болельщицей. Не просто болельщицей, она поддерживает бойцов. По-моему, уже там сколько она? 3 квартиры подарила. 3 квартиры, и это уникальный пример, конечно, того, как бизнес может поддерживать, и как она, с каким она вовлечением это говорит, с какой любовью. И видно, что искренне очень. Это пример достойный, я думаю, подражания. Да, и вот здесь так и было. Даже вот предыстория даже квартиры, да, там Мульдыр, вот я дружу со стороны, тоже с предпринимательства, с нашего сообщества общего, да, там мира, так сказать. Вот, и вот она в августе приглашала меня на мероприятие, Forbes, мы должны были на мероприятие ездить, Forbes KZ. Она со стороны прилетела, мы туда пошли. И как раз Нурбека, вот я созвонился, случайно так получилось, я говорю, вот Моля прилетела со стороны, он говорит, да, вот я хотел с ней уже сколько познакомиться, я говорю, приезжайте, я вас познакомлю. То есть все, их там познакомил, дальше у них свой коннект, дальше уже последовательно, как бы Нурбека, показав там ценности, так сказать, придав массы, да, вот что такое масса, это вот, допустим, стакан, да, у нас общая реальность с вами, мы в одном помещении, мы одну акустику услышим, да, вот это придание массы. И придав массы, то есть пригласив на мероприятие, как бы Моля, увидев такие масштабы, что дерутся, поднимает флаг, там, и плюс организация высокого уровня, как бы она уже начала там вкладываться в бойцов, то есть дарить квартиры уже реально, она очень искренняя, очень крутая, как бы, крутая девушка, так сказать. И я считаю, что это круто. Неприятно, что девушка это. Она же на этом заявила, на Найзе, да, я задаю планку, давайте мериться, кто больше сделает, то есть... Вот, и так прикольно это звучало. Моля крутая, и я считаю, что это вот как раз было знакомство, некое знакомство этого мира с этим миром. Да, и все-таки результат, он виден, да. Я считаю, что это хороший буст мотивации для спортсменов, что есть предприниматели, которые могут дарить квартиры. То есть для спортсменов, я думаю, это очень крутая мотивация, то есть побеждать, готовиться, да, некая. Вот, и это только начало. То есть даже для Найзы сейчас я там стараюсь везде, вот чуть расскажу, даже с Нурбека, как мы начали больше взаимодействовать, наверное, потому что я на Найзу начал привлекать очень много людей, которые с Найзой вообще не связаны. Допустим, вот Найза будет 24 февраля, в субботу будет Найза, от меня 150 приглашенных медийных гостей. То есть это крупные предприниматели, это медийные блогеры, там 3-миллионников, 5 миллионов, да, которые вообще никогда не слышали про Найзу. То есть где-то, может быть, отрывки видели, но для них вот все другие организации, которые поп ММА и Найза, это все что-то одинаковое, да, где-то кто-то сказал, где-то подрался, где-то в октагоне что-то прыгнул. Для них это все одинаково. И у них вот этой массы нету представления. И вот уже 2 года так привлекаю, и ребята приходят ко мне после Найзы и говорят, а что ты раньше нам не говорил, типа, а что такое существует? А что вы говорите? Потому что мы же сталкиваемся вот как пиарщики и как медиа-эксперты с тем, что люди думают, о боже, это кровавый спорт, я вообще это не люблю, не пойду, мордобой. Вот вы как объясняете? Почему надо там быть? Да, первое,
это дух, командный дух. Это очень важно, командный дух. Второе, наверное, разгрузиться. Все-таки мы занимаемся бизнесом, это рутина. Всегда хочется что-то с позиции. Выпустить. Да, адреналина, развлечений, покричать и так далее. Третий немаловажный фактор, наверное, основной фактор – это нетворкинг. Я всегда говорю туда, тебе не обязательно быть… Он говорит, я не люблю эти драки, типа, я не могу смотреть. Я говорю, тебе не обязательно их смотреть. Сидя там, с тобой рядом предприниматели сидят там, общайся с ними, знакомься, коммуницируй. Это тебе эффект даст в бизнесе. Как бы любое знакомство приведет к чему-то. То есть 90% успеха – это люди, то есть окружение, да. Не зря же говорят, да, вот у меня дуа есть, сейчас тоже чуть потом проговорим про это. Вот мы же просим у Бога, да, допустим, там, Бог, дай нам возможности, например. Если у нас 10 людей, у нас 10 возможностей. Если 100 человек, 100 возможностей. Типа, обычная математика. И реально так работает. Почему я когда в начале интервью говорил, что я нетворкер? Потому что, наверное, моя деятельность весь день состоит из того, чтобы со всеми просто общаться. Вот я весь день чем занимаюсь, я общаюсь. И потом деньги вот так приходят. Не истощаетесь? Но если зачастую же, когда люди развиваются, они высокотонные. То есть высокотонные люди энергетические, это люди, которые на позитиве, на благодарности. И общаясь с ними, наоборот, ты наполняешься. То есть происходит энергообмен. Мы про это тоже можем поговорить. Не знаю, спортсмены про это смеяться будут, там не все готовы к этому, но существует энергообмен. Как бы яркий пример. Есть же люди-вампиры, то есть поговоришь с человеком, и как будто такой истощенный какой-то становишься. Значит, энергия существует. То есть на энергообмене с людьми мы, наоборот, заряжаемся. То есть нельзя застаиваться энергией внутри, нельзя, потому что эта энергия начинает гнить. Из-за этого нужно вот так с людьми общаться, делать энергообмен, то есть делиться энергетикой. Вот даже вот на Найзе эта энергетика создается, вот это духа командного, атмосферы и так далее. И вот это у нас такие высокотонные люди, то есть я их называю высокотонные люди. Наверное, с такими людьми, то есть кайф, как говорится, кайф общаться, и весь день зато ты сидишь там за столом, чай пьешь, уже подписывается контракт. Хорошая работа. Весь Целый день общаюсь с людьми, да? Ну, вся работа из этого состоит. Наверное, в бизнес-индустрии говорят же, все сделки, успешные проекты, компании делаются не в офисе, а, наверное, за чашечкой кофе. И это факт, ну, типа, это не тупая трата времени. Ты сидишь, там, разговариваешь. Вот у меня есть коворкинг, допустим, вот мы сейчас запускаем. Я там встречаюсь, у меня есть коворкинг. Он говорит, блин, давай, у меня есть инвестор, давай встретимся. Чай попил, с инвестором встретимся. Раз тебе 100 миллионов дал, там уже проект сам по себе работает. То есть не обязательно тебе там в коворкинге делать, да. Ты команду выстроил, она сама там работает. Вот. И, ну, если подводить, я думаю, что буду стараться буст делать и для Найзы, и для Баттербола. То есть... Они будут вместе идти или все-таки Нет, будут все отдельно, разные? это отдельно будет идти. Просто на Найзу я привлекаю, жгу гостей, там 150 гостей, да, у меня Раньше будет. просто Баттербол и турниры Найза были в Вместе, один да. день. Сейчас вы видите это в разное Это, время. ну, это разные все-таки люди. разное, да. Почему? Потому что, чтобы люди не путали, чтобы не видели там нокаут, а потом мячик забивает. И у них, чтобы не было понимания, да, что это вообще? Потому что Баттербол я тоже буду привлекать очень много медийных личностей, которые будут буст медийный давать, классный, да, например. И по-любому у них массы не хватает, и они будут говорить, а зачем мне это там, что там мячик бросаете, боретесь, вообще мне это такое не нравится. Ну, зачастую так отвечает. Я говорю, ты приди, говорю, там нетворкинг. Вот что тебе важно. А, нетворкинг. Как бы любой бизнесмен это слово понимает. И он туда приходит ради нетворкинга. Но когда он начинает нетворкиться, он увидит там Баттербол или Найзу, он такой, ничего себе, какая организация, какой командный дух, вот это адреналин. И он начинает становиться постоянным клиентом Найзы. То есть, да, это в эффекте, думаю, хорошо даст. То есть, ну, все способы хороши, так сказать, если это даст результат. И, как говорится, мы создаем причины следствия за Всевышним. То есть для Баттербола будем создавать разные причины, привлекать эту аудиторию, это будем комбинировать, даже игры. То есть не всегда будем ставить прям спортсменов. Да, нужно ставить, например, команду, там 4 человека, поставить там 2 блогера, 2 спортсмена крутых, то есть 2 медийных спортсмена с этого мира, 2 блогера с этого мира, либо то есть с этой стороны там 2 спортсмена медийных отсюда, да, или один медийный спортсмен, второй не медийный спортсмен, с этой стороны там блогера поставить медийного и бизнесмена поставить, 4 человека, команда, вот, договаривайся, играй, вот, командуй, то есть играйте. Здесь блогерская, здесь бизнес-индустрия, да, здесь не медийный спортсмен, который медийный за счет этого какой-то буст дастся, да, так сказать. Ну и медийный спортсмен. Я думаю, что вот создавать такие комбо, играть будет интереснее, во-первых, потому что даже первые Баттерболы, когда играли, почему мы 1-0 проиграли? Потому что, наверное,
Ну, я не знаю, там против спортсмена выходишь и там аэростаной летаешь с катом, то есть не хочется летать. А когда зачастую там не все подготовлены физически, то есть интереснее, то есть вот это хаос происходит, и это что-то более интересное. А там чуть жесткач. Вот. Когда начнете первые будут турниры? Ну, сейчас все идет на стадии, вот регионы заканчивают открытие филиалов. Все-таки это тоже документальная касса вещь, она не такая, наверное, быстрая. То есть я сейчас уже занимаюсь поиском партнеров. То есть вот это вот за чашку кофе я рассказываю про Баттербол, включая презентации, рассказываю. Потом Баттербол будем наизусть сейчас пригласим, массы покажем, что в октагоне будет. Вот. И будем также, наверное, как Найза, собирать по 5000 арены и также Баттербол играть. Ну, я думаю, если даже в одной команде соберутся 4 блогера-миллионника, каждый позовет от себя и от каждого придет там по 1000 человек, уже 3-4 тысячи у нас с одной команды есть. Вы такую воронку реально считаете? Ну, она реально. Ну, чтобы вы понимали, я могу легко на Найзу собрать, ну, типа, вопрос еще платного, не платного, да. Платно я могу сам в одного, через свою аудиторию, ну, типа, 2-3 тысячи билетов продать. Во-первых, они не такие дорогие, я могу сам сказать, я буду продавать, у меня покупай. То есть у меня реально 2-3 тысячи купят, то есть я могу продать. Если бесплатно мне дадут, я 5000 арену легко заполню. То есть нужно понимать, мы проводили Шанрак форум. Все-таки, кто не знаком с... Можете написать в Ютубе Дамир Амаджо, Шанрак форум, посмотреть, чтобы масса там 4 минуты видео, посмотреть, какие масштабы мы делаем. То есть мы собираем бизнес-аудиторию по там 3-5 тысяч человек, и средний чек типа там 150 тысяч. То есть 150 тысяч это типа 3000 человек, средний чек. Кто не знает, средний чек это средняя цена между дешевым и дорогим, например. VIP у нас 300 тысяч стоит, например. Мы это делаем, то есть мы 2 года это стабильно делаем. Мы проводили в Ташкенте, в Алмате, в Астане, в Караганде, в Ускамане. Ну, как бы везде мы каждый месяц еще делали. То есть у нас разгон, то есть на форумах разгон в среднем 4 месяца идет. У нас месяц, то есть у нас выстроены процессы, и если мы с таким средним чеком можем привлекать на образование, то есть люди не всегда хотят учиться, вы понимаете, да, как бы вы даже можете зайти, написать в Ютубе тупые приколы или развлечения, там 1 000 000 просмотров, про саморазвитие что-то и так далее, там будет, ну, 5000, 10 тысяч просмотров, то здесь развлечение, да, то есть на развлечение нам легче будет аудиторию привлекать. Ну и плюс вопрос тайминга, да, форум у нас если с 10 утра до 8 вечера идет, то тебе надо 12 часов минимум сидеть, и у тебя голова начнет болеть от столько знаний, то в Баттерболе это, наверное, то есть даже Найза, допустим, 5 часов, ну, веселья, адреналина, духа, нетворкинга, это кайф, ты пришел, расслабился, то есть, да, и нужно понимать, что у нас, наверное, на это есть ресурсы, то есть у нас есть, как говорится, результаты в прошлом. То есть мы это делали, мы знаем, как это делать, и Баттербол мы будем тоже собирать не меньше там 5000 человек. Почему бы нет? Почему? Типа, в чем здесь сложность? Понятно, что новый вид спорта, но мы-то будем привлекать сперва не на спорт, то есть на людей, которые там. То есть люди идут же на людей. То есть если сейчас мы скажем, то есть если я сейчас скажу, вот у меня випка есть, Skybox, например, да, он стоит там 2 миллиона тенге, там будет 20 человек. Давайте по 100 тысяч скинемся, соберемся. Понятно, что я могу тоже продать, но если я скажу, там будет Шавкат Рахмонов, ну, как бы, понимаете, там будет не 20 желающих, которые купят, а 200 желающих точно будет. Ну, как бы, понимаете, да, на кого это надо, смотря на кого. Всегда есть такие какие-то маркетинговые штуки, что каждый, наверное, будет тот, кто играть, мы будем все равно комбинировать. То есть, чтобы честно это было, я считаю, что это будет честно. Не так, что медийный только играет. То есть и Карапаем, да, парни, спортсмены тоже будут играть, тоже эти команды будут создаваться. То есть, чтобы медийка перекладывалась, да. Ну, будем смотреть. Все-таки дальше это же уже контент-работа, контент и строй пиара, да, это делать какие-то классные вырезки, высказывания, пилить эти рилсы, то есть каждый блогер, посетив мероприятие, он будет уже обзор делать, да, потому что вот чуть поделюсь, не то что инсайтом, вообще, как я выстраиваю коммуникации, есть 3 вещи, которые нужно давать людям. То есть, если ты дашь это команде, если ты дашь своим близким, своему окружению, своей женщине и так далее, 3 вещи, то ты станешь успешным, то есть
ты будешь лидером, за тобой люди будут идти. 3 вещи есть. Давайте. Первое, Секрет от Дамира Манжула. Первое – это признание. Все 8 миллиардов в этом населения в этом мире стремятся за признанием. Если он скажет, мне признание не нужно, он врет. Все мы стремимся за признаниями. Признание – это кто-то в школе оценки получает, кто-то ждет похвалу от мамы молодец, кто-то приготовил, жена кушает, ждет, пока муж скажет, ты у меня любимая жена, ты вкусно приготовила. Это такие признания. Все мы стремимся к какому-то признанию, да. И если, например, мы приглашаем блогера или предпринимателя на Найзу, как гостя, он получает признание. То есть для него это выгодно. То есть, с одной стороны, с точки зрения бизнеса, сейчас я расскажу. Первое, как личностный рост, он получает признание. Он по-любому придет, типа, меня пригласили, меня признали. Заметили. То есть, пригласительное слово признать. Меня признали, он туда придет. Второе, уже дальше он будет показывать другим. То есть, вот, смотри, обзор показывает, контент снимать. То есть, смотрите, меня признали. То есть, смотрите, где я нахожусь, я как гость. Вот это первое признание. То есть, пригласив даже на Баттербол, мы там привлечем, условно, 200-300 блогеров, предпринимателей и так далее, мы дадим им признание. То есть, это не есть плохо, что мы специально это делаем, потому что человек к этому стремится, это нужно давать. Как и команде, да, команда, ты молодец и так далее. Второе – это комплименты. То есть, давая комплименты, сегодня вы хорошо очень выглядите. Вот, у вас синяя, не знаю, кофта отлично идет к вашей черной кофте. Спасибо. Я смотрел ваши подкасты. Вот, у вас очень четко поставленная речь. Я смотрел 1 на 1, вы снимали. Классно, мне понравился с Дончиком, который украинец парень, вот за него болею. Вот молодой, но вот Ханшибеком, когда они дрались, вот смотрел, у вас очень хорошая харизма поставленная. Второе – это комплименты. Все-таки комплименты, они, как говорят, растопят любое сердце. Даже если мужчине дать, то у вас ребята крутые снимают, профессионалы, да, своего дела. Такие продакшены снимают, за контент отвечают. То есть у них профессионализм, например, да, это не обязательно, что надо женщине комплименты говорить. Но опять же, комплименты, они должны исходить из того, что ты умная, ты красивая. То есть не такие банальные, а больше с чем-то, к чему-то приобщать, да, к одежде или там к какой-то теме, допустим, и так далее. Третье – это энергия. То есть мы делимся энергетикой. Все-таки на человека идет энергетика, человек впитывает энергетику. За этой энергетикой надо постоянно работать. Типа это спорт. Да, почему спортсмены зачастую заряжены? Потому что энергетику гоняет. То есть они через спорт энергию получают, выпускают. Из-за этого сам 15 лет в спорте уже. Ну и плюс это уже с темы саморазвития. То есть незаконченные дела завершать, то есть они это в голове, у тебя как банки сзади, то есть шумят, то есть это энергию забирает, там, выгрузку делать ежедневно, то есть вечером пришел домой, я так сам практикую, в телефоне выгрузку делаю, то есть сегодня был подкаст, вот это, все, ты начинаешь выписывать. Ну и, наверное, это дневник благодарности. Да, вот я его сам веду, ручкой прям пишу. То есть раньше в заметках делал, что-то проговаривал, там через зикр, ну лучше все-таки ручкой, там, по-разному, да, есть слово там благодарю, есть альхамдуля, да, в переводе тоже благодарю, да, там благодарю сегодня за то, что меня пригласили на подкаст, благодарю за это. Ведь в благодарности, то есть ты становишься высокотонным, то есть ты не замечаешь негатив, ты всегда на позитиве, да, как бы ты веселый, то есть ты энергичный. Даже и везде говорится, да, чем больше благодаришь, тем больше появляется поводов для благодарности. То есть вот 3 вещи. Это признание, это комплименты, энергия. Над 3 вещами, которые мы ежедневно, то есть, работаем, и нужно это давать людям. То есть, давая людям, ты выстроишь любую коммуникацию с ним. То есть, любую. То есть, он инвестор будет, он у тебя деньги инвестирует. Да, давая 3 вот эти вещи. Вот, и, если подходить, опять же, к Баттерболу, то есть, будем такие вещи давать, то есть, и своей команде, которая будет там работать, и людям, которые будут играть, все-таки даже позвав на Баттербол, он получит уже признание. То есть, да, дальше уже комплиментами, если он станет чемпионом. Ну и плюс вот эта энергетика. Все классно будет. То есть, я не вижу таких каких-то сложностей, чтобы... Конечно, наверное, сложность будет с партнерами. То есть, надо деньги завлекать. Да. Вот это, конечно, это уже работа. Там чуть нужны инструменты, финмодель, план, пиар. Это чуть про инструменты. Но с точки зрения пиара, ничего сложного. То есть, нет таких тяжелых моментов там. Вы с детства всегда такой общительный были? Наверное, нет. Наверное, я же бывший военный. Вот я в Жасулане учился, потом перевелся в АРВШИ. Это Алматинская республиканская военная школа-интернат. Потом поступил в академию. С академии меня отправили в Щучинск.
Потом я уже где-то в 17 лет получил младшего сержанта в войсках. То есть по контракту 17 лет работал. Хотя 18 лет только по закону. У меня уже с 17 лет уже командовал. Наверное, я не то что был общительный, наверное, я был, как говорят, хваткий. Наверное, вот больше про хваткость. То есть даже вот у меня красный диплом, то есть у меня 2 красных диплома, то есть начиная там от школы, академии, наверное, за счет того, что у меня была хваткость. То есть я не умный, да, я не считаю себя умным. Хваткость это у нас всегда у военных так, да. Меня вот командиром назначили и говорят вот так: смотри, у тебя 30 человек, 10 краснодипломников будешь, тебе 11 диплом получит красный. И ты их начинаешь мотивировать. Ты давай учись, вот тебе, и ты создаешь им условия. То есть ты как организатор, вот я из-за этого нетворкингом занимаюсь. Я начинаю с библиотеками договариваться, отсюда договариваться. Он уже до 5 не дотягивает. Я говорю: господин полковник, надо до 5 поставить. Вот так они получили 10 дипломов, я получил 11. То есть мне легче было, наверное, больше людей объединять, мотивировать, то есть делиться энергией. У вас красный диплом по коммуникационным навыкам, да? Ну да, нежели мне нужно было сидеть и самому это учить. То есть это не так, что я там вообще ничего не знаю. Как бы у меня и знания тоже хорошие, но есть и умные люди, которые, знаете, прям рождаются, и у них высокий интеллект. Как бы я, наверное, 50 на 50. Как бы, да. И потом, когда я ушел с военной жизни, у меня, наверное, спад был. Но... После января? Нет, в 2017 году я ушел с военной жизни, службы ушел, я уже почти лейтенанта получил, вот я ушел, и получилось так, что я устроился, куда устраивается, как говорит, военная, это охрана, это курьер, там, таксист, СБ и так далее. И у меня как раз 3 работы было, то есть я работал в охране, работал в Кузете, то есть это разные подразделения, и курьером Додо пиццы, то есть курьером Додо пиццы я был. Додо пиццу рекламировать не будем, не платили. Ну, Додо пицца, да? Да, здесь пик должно быть на Додо пицце, да? Ну, суть там работал, то есть там я, наверное, закрылся в себе. То есть если у меня была хваткость, я ее потерял, потому что, наверное, самооценка упала. Бывает же, как бы вроде бывает вот такие, вот так же человек растет. Как бы вверх-вниз, вся жизнь из этого состоит. За это, наверное, жизнь интересна. И так получилось, наверное, что я в себе закрылся. То есть я начал ходить потом на тренинги, даже когда вот как это предыстория была. Инстаграм же начал как бы активно развиваться. И мама говорит: вот надо в Инстаграме тебе развиваться. То есть я говорю: мам, я в охране работаю, какой Инстаграм, там одни девчонки сидят, что я буду там показывать? Нет, смотри, там с Инстаграма сейчас всякие что-то там курсы появляются, надо, кажется, это сделать. Я говорю: не буду, мне мама Инстаграм создает. Ничего себе. Представьте, вот с 2017 года я свой личный бренд веду, где уже там почти 700 тысяч подписчиков, сейчас расскажу про набор. И вот как-то вот в эту индустрию я пошел, там начал, то есть в Инстаграме сидеть, увидел первые тренинги. Для меня тренинг это было, знаете, как типа, какой-то лохотрон, наверное, секта. То есть вот, да, секта. Потом пошел на один мастер-класс, то есть посидел, послушал и думаю, что он рассказывает, что-то вообще про лохотронство для лохов, что ли. Ушел, и одна девушка говорит: вы не хотите пройти? А она такая симпатичная девчонка была. Я такой: нет, не хочу. А она такая: ну вот не хотите пройти? Я, наверное, за счет того, что энергетики, я такой: ну не знаю, короче, не хочу, наверное, пройти. Если бы надо, я бы ушел. И потом в один момент я домой прихожу, говорю: мам, надо на курс надо идти. Она говорит: сколько стоит? Я говорю: 100 тысяч стоит. Я говорю: блин, она говорит: я такой: блин, сейчас 100 тысяч надо на аванс попросить в Кузете. Иду на работу, мне ничего не дают. Потом мама там через пару дней спрашивает: что, как, взял деньги? Я говорю: блин, там не дают аванс, ничего, я только начал работать. И потом я прихожу вечером, мама мне 100 тысяч дает. Я говорю: откуда? Она говорит: я кредит взяла. То есть вот кредит взяла, типа, сам закроешь. Я говорю: все хорошо. Я первое вложение сделал в образование. Всегда же говорят, самая лучшая инвестиция в себя. То есть всю жизнь нам нужно инвестировать в себя. То есть постоянно поток знаний должен быть, потому что он меняется. Если ты не учишься, то ты тупеешь, так сказать, да, и как бы ты отстаешь от мира. На тебе зарабатывают уже. И пошел на первый курс, вот так начал бизнесы делать, там с 2017 года, и вот так просто бизнес за бизнесом уже вот поперло. Как бывает же, на первую тренировку пришел, и там уже на все виды спорта точно пойдешь, уже будешь. То же самое и здесь, как бы пошел. И вот, наверное, когда я, наверное, знаете, вот я, наверное, начал реализовываться, вот общение с людьми. То есть я начал общаться, коммуницировать, проявляться. Я такой понял, мне нужна хваткость. В бизнес-сообществах я начал включать свою хваткость, то есть не общительность. Общительность – это вот приболтать, там, постоянно разговаривать. Я, наверное, больше хваткость. Я понимал, это не будет полезно, это надо соединить. Здесь надо вот это. Я как бы критическое мышление включал и понимал. И за счет этого начал людям быть полезным,
Потом в итоге получилось так, что меня начали звать, то есть давай выступи, как ты это делаешь. Я с 2017 года, 2018 года начал выступать на сцене. То есть, и уже, наверное, 2024 год, уже сейчас уже февраль месяц, это где-то, наверное, 600 плюс я выступлений сделал. То есть, типа, это на 100 тысяч людей. И при этом, типа, я никогда курс ораторского искусства не проходил. Это больше, наверное, вот самоучка, да, наверное. Все-таки в каждом человеке есть потенциал. То есть, когда ты пробуешь что-то, ты нащупаешь и найдешь. Вот, наверное, за счет того, что я везде пробовал, что-то нащупал. И только вот последние 2 года, я 7 лет уже нетворкингом занимаюсь, последние 2 года я признал это как силу уникальность. Все-таки как плюс. То есть, это я понял, что это моя суперсила. То есть, приняв эту суперсилу, как у спортсменов, да, он понимает, что левый боковой, все, это его коронка. Вот мой нетворкинг тоже коронка моя, например. Я ее принял и просто монетизировал. То есть, начиная от форумов, бизнес-клубов и так далее. Вот ближе, если к нашему контексту, вот у нас со спортсменами, честно говоря, есть, ну, такая сложность. Они не все готовы, открыты к медийности, да? Ага. То есть кто-то может легко вести трэш-ток и даже где-то за какие-то красные флаги заходить, а кто-то, ну, вот никак. Вы считаете, можно любого человека научить вот этой открытости, прокачать коммуникационные навыки, или это все-таки, ну, от природы должно быть? 100% можно прокачать, вот 100% я могу. Знаете почему? Вот я же тоже в бизнес, то есть в спорт-индустрии я могу уже говорить не как просто сейчас там вот а-ля там эксперт, то есть уже я же как бы мы в личном бренде эксперты, то есть неважно какая личность, пусть это будет сетевик, бизнесмен, спортсмен, как бы суть одна везде, да, просто свой контент. Но я скажу, что любого спортсмена можно раскрыть. Он не может раскрыться за счет окружения, то есть вот эти чуть понятия остались, то есть это не по понятиям снимать и так далее, что-то это, да, а кто-то просто это забил и делает на этом деньги, то есть все-таки мы должны понимать, чем больше ты медийный, чем больше тебе платят денег, то есть чем больше даже вот если взять медийного спортсмена, да, или там условно какого-то, и у которого рекорд, то есть не такие крупные регалии, рекорд не такой прям крутой, и взять такого, который там реально супер регалии крутые, да, там, то есть рекорд крутой, да, ну, у него медийки нет. Мне кажется, больше шансов тому подписаться в UFC, там, в мировые какие-то организации, да, не говоря о UFC, а мировые организации, и кажется, больше тому будут давать бои и платить деньги, нежели тебе, а ты такой вроде непобежденный, как бы, ну, тихий сам по себе там и так далее. То есть раньше понятно, что нужно было доказывать на деле, но сейчас то же самое, но нужно чуть-чуть вот это добавить медийности, то есть вести Инстаграм. Даже я же говорю, почему я про маму когда рассказывал, я говорю, мам, ты не по понятиям, я сам в Карасу родился, это вот Айнаблак Карасу, то есть я тоже по понятиям вырос, то есть, да, я там в тюрьмы Греф собирал, в Заречный возил в тюрьмы, там маяки бросал, то есть, и я в этих же в тюрьмах я сейчас спикером выступаю, чтобы у меня может в Инстаграме поставить, мы вот с Эльдаром Кудайбергеновым ездили уже 5-й раз, мы там проводили Казаша-Курец турнир с Эльдаром Кудайбергеновым, бывшим чемпионом НАИЗы. С ним ездили, да, допустим. У меня вот такая тоже история есть. И когда я начал в Инстаграме вести, если мои сторисы посмотреть, я там как пробка, знаете, вот такой, всем привет, всем ассаламу алейкум, или просто себя снимаешь и молчишь. Зачастую многие так спортсмены делают. Но при этом я понимал, что, мне нужно раскрываться. То есть это мне принесет деньги, это принесет мне успех, признание. Мне нужно открываться, то есть идти в страшное. И я начал уже на телефон, то есть стараться что-то говорить. То есть, потому что вот без на камерах... курсов просто Да, сам. Потому что все-таки, знаете, это как, знаете... Как научиться драться? Ну, не на курсы же идти, а идти на тренировки, то есть практиковаться, правильно? То же самое в Инстаграме. Не на курсы идти, как снимать, а просто взять камеру и снимать, то есть практиковаться. Сейчас же много таких курсов. Научу вас снимать рилсы, научу там набирать Ничего против не имею. Это уже доп. Знания, да. Все-таки у спортсмена должно присутствовать IQ, помимо физического, да, и плюс все-таки я думаю, что важная составляющая спортсмена – это психологическая работа. Это уже про внутреннее. Это про знание психологии, как работать с внутренним, как побороть страх. Я думаю, что это немаловажный фактор для спортсмена. И здесь то же самое, как бы ты можешь снимать, а если тебе нужны какие-то инструменты, ты пойдешь на курс, это как в психологии с спортсменами, и тебе чуть подскажут, то есть как, что правильно сделать, например. И я считаю, что то есть не так сложно. Понятно, что на начальном пути снимать, но если ты начнешь постоянно снимать, это бытийность зайдет. То есть это уже станет бытийность, для тебя станет нормой.
То есть зачастую для многих это же так, чем мне Инстаграм вести, там, то есть не по понятиям и так далее. То есть, когда ты начнешь вести, ты поймешь, что это нормально. То есть от этого ты лохом не станешь, там, я не знаю, от этого тебе никто чмырить там не будет, какие-то плохими словами тебя никто называть не будет. Но от этого плохого ничего не случится. Это же классно, что ты, наоборот, за счет того, что ты получаешь внимание, тебе идут быстрее контракты. То есть к тебе залетят контракты, к тебе залетят партнеры, которые, как сказать, наверное, спонсоры, так сказать, да, даже элементарно спонсоры. То есть многие говорят, у меня нет спонсоров. На его Инстаграм смотришь, он его закрыт, он даже его не ведет. Чувак, даже в исламе, да, говорится, измени свое положение, и Всевышний тебе поможет изменить положение. Ты сам хотя бы начни что-то делать, то есть и спонсоры потянутся. Вот это наверное, про это. И правильно говорить, я даже с Нурбек постоянно эту тему мы обсуждаем, я говорю, может быть, не знаю, спортсменов вести, что ли, то есть надо прям их вести, им курсы давать, как рилсы снимать, что делать и так далее. Хотя для спортсменов очень много можно разного контента давать. То есть, я не знаю, много можно давать. Здесь один лайфхак скажу про личный бренд. Многие не ведут личный бренд, неважно, кого это сейчас касается, потому что они говорят, то есть я не знаю, что снимать, я не знаю, что выкладывать, что говорить. Мне жизнь не такая интересная, чтобы ее показывать. На самом деле жизнь становится интересней, когда ты ведешь личный бренд. То есть, когда ты начнешь вести, у тебя начнет мозг работать. Да, я знаю вот это снять, надо вот это снять, тренды. То есть ты создаешь вот это намерение. Это яркий пример, я думаю, все зрители поймут. Бывает, ты ездишь там на машине, а потом раз Камри купил 70-ку, и у всех это Камри. Да. Это сделал, у всех это там купил, не знаю, этот костюм, у всех костюмы замечаешь, да, потому что мы начинаем замечать, на что мы показываем внимание. Да, внимание это сильная штука. Да, фокус внимания это сильная штука. И также в личном бренде, то есть если он будет начинать вести, он сразу поймет, что нужно делать. Просто, наверное, в личном бренде немалый фактор, это нужна дисциплина. Все-таки Нурбек надо поучиться, я его ярко привожу на обучениях пример. Нурбек он выкладывает в сторисы все, что есть, в день по 15 публикаций, у него охваты большие. А мы, знаете, не мы, а другие предприниматели и так далее, контент готовят, видеомейкеры, там, знаете, сценарий пишут. Потом он может, знаете, перегореть, и потом это не снять. Итого он там за месяц сделал там 10 роликов и там снял 20 сторисов. И у него охват там 500 тысяч. Нурбека при маленьком количестве, там, соотношении количества, у того миллиона, у Нурбека 100 тысяч, он выкладывает 15 публикаций там, в день, чуть ли там по 10 публикаций, 200-300 в месяц, 200-300 сторис, и у него охват 1 миллион. То есть, говорят же, одна публикация – это джекпот. То есть, знаете, ты не знаешь, твоя публикация куда залетит, и на эту публикацию кто отозвется. Вдруг ты закинешь публикацию, и она случайно выйдет у того человека, который скажет, я стану твоим спонсором. Это как джекпот. Из-за этого нужно это смотреть как на инструмент, то есть на работу. И если ты на личный бренд, многие еще Инстаграм же не ведут, говорят, зачем, я не знаю почему. Нужно занимать почему. То есть, если бы я спортсменом был бы, я бы Инстаграм вел как быстрый инструмент, быстрее подписываться в разные организации, быстрее привлекать себе менеджеров, то есть быстрее получать рекламодателей, партнеров, там, чтобы быстрее получать большие гонорары все-таки. Я как инструмент я бы поставил, что есть Инстаграм, это работа. И зачастую спортсмены, я думаю, что не ведут, потому что говорят же, если у тебя это в графике нету, ты вести не будешь. То есть они же в день 2 тренировки делают, допустим, или 1 тренировку, утром, вечером. И в обед поставь 2 часа, каждый день должен уделять там на Инстаграм. То есть это мой инструмент, это тоже тренировка. То есть 3 тренировки в день. То есть это самый важный факт. А потом уже все-таки тренировки. Сейчас не захейтить, наверное, спортсмены, но я считаю, что важно. Я наоборот хотела сказать, что это очень хороший совет от человека, который, собственно, занимается раскачкой личного бренда, да, и вы об этом много знаете. Я думаю, нашим ребятам это очень полезная информация, это практический совет, что делать. Просто взять и делать это системно. А можно это делегировать? Взять мобилографа? То есть сейчас на рынке мобилографов очень много. Всяких курсов, которые запускали, там, поток и так далее, да, они выпускают там по 10 тысяч мобилографов в месяц. Знаете, сколько много ребят, которые готовы бесплатно даже работать? Я не говорю про деньги. Скажи, снимай меня, зато ты познакомишься со спортсменами. То есть на Найзу будешь приходить, смотреть. То есть и тебе вход есть. Кейс наберешь, опыт наберешься, снимай меня. Все, тренировку пришел делать утром. Все, он сам снимает, сам тебе делает, сам страницу может помогать выкладывать, допустим.
Пошел куда-то чай попить, все, он тебя снял. Вечером только все снял. То есть пошел на найзу, там ты как гость, он тебя снял, закинул. То есть не обязательно самому снимать. То есть ты можешь внешнего человека взять, который будет ходить за тобой снимать, с тобой контент делать. Ну вот у меня типа 3 мобилографа, и везде меня снимают. То есть мы ходим, все встречи зачастую мы быстро-быстро снимают контент. Я говорю, вот это ты для публикации делай, ты для сторисов, ты мне короткие вырезки делай. Тун-дун-дун-дун-дун. У меня везде камеры. И многие такие вещи не понимают, но я говорю, это деньги, это бизнес, это внимание. Поймете? А вы вот считаете правильным, что общество требует от людей медийных высказываться по всем поводам? Вот что-то происходит, так это почему ты молчишь? Выскажись. 50/50. То есть, знаете, есть вот такая пословица, то есть вот людям не угодишь. Да, почему сейчас вот я расскажу, или потом пословицу расскажу. 50/50 здесь почему? Потому что, с одной стороны, как бы ты можешь и не высказываться, то есть не хочешь не высказывать, но люди тебя хейтят, что не высказался. Другая говорит, ну да, не хочешь не высказываться, ты же тоже человек. А другие говорят, ты же лидер мнения, выскажись. Да, то есть ты должен высказаться, тебя заставляет говорить. Я в этом месте, знаете, как я поступаю? Если мне отвлекается, я понимаю, что это правильно, я понимаю, что я правильно там буду нести, мне это нужно сделать, я эту тему сам раскачаю. Но если я понимаю, что здесь я в этом не эксперт, то есть у меня самого, то есть нету в этом экспертизы, умничать даже говорить, я туда не лезу, потому что общество якобы на меня давит. Бывают какие-то политические моменты, там, что-то вот это сказал, выскажись. Я говорю, да я в этом не понимаю, то есть нет смысла. Да ты боишься, что ли? Я говорю, не понимаю, я не лезу туда, куда не понимаю, то есть я не вывезу там. Потом начну спрашивать, я не вывезу просто. Где я понимаю, я там буду высказываться. Это, знаете, уместно, неуместно, это, знаете, пословица такая есть. 2 мужика с дымохода вылазят, одного лицо чистое, у второго грязное. Вот у кого чистое лицо, он идет мыть лицо. У кого грязное, он не идет лицо мыть. Как думаете, почему? Почему? Ну, потому что, смотрите, 2 человека вылезли с дымохода. Один с грязным лицом, второй с чистым. Тот, кто с чистым лицом, он пошел мыть просто лицо. Чистоплотный сам по себе? Нет, потому что он на вас посмотрел и думает, что у него тоже лицо грязное, и он пошел мыть. А у кого грязное лицо на меня посмотрел, думает, чистое лицо, и не пошел мыть. Понимаете? Ну, типа, отражает, понимаете, это вот, то есть, это про то, что вот сейчас вы говорите, то есть, мы видим всегда разные стороны. То есть я смотрю, у вас лицо грязное, я думаю, что у меня тоже иду и лицо мыть. Он на меня смотрит, что у меня лицо чистое, у него грязно, он не идет мыть, да. Это о том, что, говорит, всегда мнения расходятся, то есть люди всегда видят под разным углом, то есть они не видят за собой. И то же самое в этой ситуации, высказываться, не высказываться, ну, я думаю, что это решение человека, никто ничем не обязан. А как вы справляетесь с хейтом? Все равно он наверняка Хейт есть, да. И, ну, вот тоже, может быть, советы какие-то дадите, потому что для ребят-спортсменов это тоже тема актуальна. Проиграл, сразу получи. Ну, я видел, да, хейт. Ну, спортсмен может приехать, там, дук-дук такой, да. Шайкасын кисе, ринке шайкас, да. Ну, хейт я бы... Ну, есть 2 случаев, как я испытывал. Вот после майских событий, допустим, у меня ситуация была, я очень получил, наверное, сильный хейт. То есть это прям давление нереально мощное было. Я так, наверное, давление... Никто в этом касании, как я, давление не получал. Потому что, начиная от допросов, давки, общественность, ты КНБшник, нет, ты помогал, ты красавчик, нет, ты там провокатор. И вот это давление, оно миллионное было. И как вы справлялись? Здесь, говорят же, есть 2 вида. Смотря как ты хочешь поступить. Первое, когда хейт поступает, говорят же, когда ты сопротивляешься, вот, допустим, хейт пишет, и ты ему начинаешь смыслить, ты начинаешь его что-то переубеждать, ты его не переубедишь, потому что у него своя картина мира. Вы думаете, что человеку сложно сказать, что я не прав? Вы думаете, он в комментах напишет, да, ты, братан, прав, я был не прав? Конечно, он это не сделает. Вообще никак он это не сделает. То есть ты не переубедишь. Есть такая цитата, когда ты сопротивляешься, тобой манипулируют. Когда ты не сопротивляешься, тобой нельзя манипулировать. Ведь слабыми манипулируют, сильными договариваются. То есть, когда тебе хейт делают, ты не сопротивляешься. То есть, тобой нельзя, значит, манипулируют. А потом, когда уже хейт перестается, с тобой начинают уже договариваться. То есть, они выходят в плюс. То есть, они начинают тебя хвалить. Неосознанно это все бессознательно происходит. Но есть такой вариант. То есть, не отвечать просто на это. Ну, просто пишут, например, ты мешок, ты вот так сделал. Просто игнор. Конечно, игнор. Ну, вы же понимаете, что нормальный человек такие вещи не будет писать. То есть, иди сам сделай.
Ладно бы, вот, допустим, я не знаю, там боец подрался, и он проиграл, ему Шавкат пишет, вот ты мешок. То есть, знаете, тяжело написать Шавкату Рахмону и сказать, сам ты мешок, ты докажи, да, ну, человек уже доказал, да, как бы. Ну, нормально люди не будут писать. То есть, все, кто пишут, это люди, которые, наверное, никогда в зал не ходили, это люди, которые никогда твоих результатов не достигли. Зачастую это все, кто ниже тебя пишет. То есть, выше тебя люди писать не будут хейт, потому что ты им не интересен. То есть, они выше тебя. Ниже тебя все будут тебя трогать, то есть хейтить и так далее. Есть такой вариант, но это самый лучший. Но есть второй вариант, который я тоже практикую, это любовь. Это, знаете, через любовь. То есть мне что-нибудь хейт пишет, я пишу, вот так пишу, а в чем суть вопроса вообще? То есть ты как тавишь, он мне пишет. Я говорю, а в чем суть вопроса? Он говорит, ну ты как тавишь. Я говорю, спасибо за обратную связь, мне очень приятно, это моя уникальность. И человек такой, а что ты мне на негативом не ответил? То есть он переводится в позитив, то есть он переводится в плюс. Из минуса в плюс переводится, дальше становится моим подписчиком. Дальше я его грею, он мне покупает мои продукты. То есть я с бизнес-темы вам говорю. То есть в моей бизнес-индустрии все-таки нужно работать с хейтом. В спортивной индустрии особо можно там не игнорить, время на это не тратить. Мы как бизнесмены, нам нужно с этим работать, потому что это наши клиенты потом. То есть потом мы продаем. Вот вы сказали, в январе было особенно тяжело после январских событий. Вы можете вспомнить какой-то самый тяжелый день и как вы с этим справлялись психологически? Ну, не самый тяжелый день, наверное, самый тяжелый месяц. 2-3 месяца. Знаете, мне кажется, если бы на моем месте стоял бы неподготовленный человек, он бы повесился. Ну, типа, что-то совершил бы с позиции суицида. Ну, с учетом того, что я, во-первых, в армии был, то есть, можно чуть, так скажу, такое запибикайте слово, ёпт. То есть, я воспитывался через ёпт. То есть я интеллигентных слов никогда не слышал в армии. То есть я 10 лет воспитывался через все маты, через давление, через агрессию, через руки, физическое насилие, моральное насилие. Я так воспитывался. То есть на любое физическое воздействие от другого человека легко приму. Как моральное, как физическое. Я так воспитался. Ну, вот и случилось после событий, началось вот это и физическое, и моральное было ситуация, там, в СИЗО у меня ситуации были, физическое было, то, что избивали там в СИЗО, вот, ну, об этом не будем говорить, но и морально было, ну, то есть я это все, как, для меня это норма была, наверное, вот так. И нет такого конкретного дня, где бы я, то есть, знаете, там, чуть ли все... Были весь месяц такого, чуть ли там коньки ты уже не откидываешь, там уже думаешь, уже устал от этого всего. Но все-таки у меня дети есть, то есть у меня есть ответственность, дети есть. И с учетом того, что на армии плюс дети, плюс семья, плюс духовность, очень важный факт. Я очень религиозный, вот 7 лет намаз читаю, хотя по мне вообще не скажешь, все думают, что говорят, ты же на русского похож, там, на татарина похож. Я говорю, казах чистый, говорю. Вот, и с учетом всего, наверное, я просто справился с этим, как бы вот так. Но мне кажется, если бы неподготовленный человек какой-нибудь был бы, мне кажется, он просто ментально бы сломался, наверное, бы суицид бы сделал. Наверное, кажется, так было бы. Если бы вот сейчас отмотать это время, вы бы также поступили в январе, после всего, что было после этих событий? Или бы дома остались? Дома бы остался. Наверное, дома бы остался 100%. Ну, 90%, никогда не говорить 100%, 90% бы дома остался. Если бы какая-то ситуация непоследовательная. То есть изначально у меня 4 сына, допустим, да, это моя ответственность как мужчина беречь свою семью. Но с учетом того, что я все-таки патриот страны, да, и с учетом того, что мои сокурсники, с кем я в бок о бок там спал, полы мыл, кушал, это мои друзья, которых там поджигали в акимате в подвале, с учетом того, что как бы позвонили, говорят, вот мы там в акимате нас жгут, помоги, допустим, да, как я буду дома сидеть, то есть это уже ответственность, даже страшно, не страшно, иди, да, и вот такая ситуация была, что я там в акимате, ну, с учетом того, что мы там посчитали, я там 50 жизней спас, то есть, конечно, герой, не то, что герой, да, это слово вообще применять не будем, герой себя не должен считать героем. То есть общество само должно давать оценку. Но с учетом того, что когда мы посчитали, что те люди, которые давали показания, типа 50 спас я жизнь, то есть 50, я считаю, что это, наверное, дело рук Всевышнего. Это, наверное, так же, когда мы молимся, к нам приходит, а приходит это от людей. То есть я уверен, вот говорят же, в падающем самолете атеистов не бывает. То я думаю, я уверен, там люди молились, и просто Бог меня взял и отправил. То есть не только меня, то есть и другие люди. Это же не говорят, что там 5000 мародеров было, и один такой я святой бегал. Там 1000 людей, как я, помогали.
да, мне десятки людей помогали, просто все в маске были, то есть мы не могли друга опознать, потом даже защитить. Я знаю, что есть ребята, многие, которые посадили, которые реально помогали, их посадили. Но я не знаю их лиц, я не могу сказать, что он мне помогал, опознавал, он меня не знает, мы в масках были, то есть холодно, зима была, то есть непонятно, хаос, темно, ты не сможешь опознать лицо. И почему я говорю, наверное, не вышел бы, наверное, это уже ответственность перед семьей, все-таки взвесив, я понимаю, что это мой был долг, но я был не готов умирать, чтобы оставить семью. Но если вы бы меня спросите, вот, допустим, вы меня спросили лет через 15, скажете, Дамир, смотри, ты успешный, ты в списке Forbes, то есть ты сделал много благотворительности, ты много сделал общую пользу, твои дети обеспечены, то есть если ты умрешь, даже будет все, то есть семья твоя так будет хорошо, если ты выйдешь туда, я скажу, я выйду. То есть я смерти не боюсь, наверное, потому что, ну, с учетом религии, армии, воспитания, то есть для меня это все вот так, то есть я бы сказал, да, я вышел бы, но с учетом того, что 4 сына, и я не готов к такому, что если я умру, их кормить никто не будет. То есть, да, я точно знаю, то есть у меня не такая семья большая, то есть у меня нету родственников много, и то они там сами, извините, там за очень маленькие деньги работают, на обеспечение не вывезут, то есть не вывезет просто. То есть если супруга там не вывезет, то есть не вывезет никто. С учетом 4, ладно, 1 там, да, можно еще как-то, 2 можно еще. Ну 3-4 это надо образование, тогда не вывезут. То есть тогда бы я, наверное, не вышел бы. Но вот это чувство долга, наверное, перебороло меня, но давав объективную оценку и вернувшись туда, вот задав вопрос, я себе вопрос всегда задаю. То есть у меня в месяц 3-4 раза вопрос сам по себе приходит. Уже 2 года прошло, 2,5 года, и я думаю, Дамир, а ты бы сейчас это сделал? Я говорю, нет. То есть я не готов. То есть я не готов, потому что у меня даже ситуация была, мне в спину стреляли, а я бронежилет одел. То есть я же военный, инцидент расскажу, чтобы люди, масса была, кто не с Алматы, насколько это было так тяжело, что даже... У меня была ситуация такая, я к акимату подошел, там же военные же стояли, у них бронежилеты поснимали, бушлаты, куртки поснимали, а у меня куртка была зимняя такая, красная, которую сейчас называют, это кураторы все, то есть была такая. И хорошо, Инстаграм веду, то есть Инстаграм мне жизнь спас, то есть у меня в 2017 году это публикация, что я эту куртку еще в 2017 году 5 лет назад купил, то есть мы же на горы ходим, пик Букреева, Назарбаева, то есть как спортсмены ходим на горы, и у меня эта куртка, она сама по себе большая, то есть она до попы, до колен закрывает. Я в этой куртке пошел, и внутри можно еще, то есть, вещи одевать, она очень большая. И там, смотрю, бронежилет лежит, я думаю, надо одеть. Потому что я же все-таки военный бывший, нужно учитывать это. Не так, что я там с гражданки пришел, который даже пистолет не держал. Я все виды оружия стрелял, я со всех видов боевых машин умею водить, начиная от танков, БТРов, БМП. Ну, блин, 10 лет я в этой индустрии занимался. Это же не, как бы, руки помнят, да. Я такой, надо бронежилет одеть. И потом, когда там замес был, резиденция и так далее, и тут я падаю, сознание чуть теряю, вот так глаза открываю, то есть боль в спине, чуть сознание потерял, встаю, вот так куртку снимаю, у меня там дырка, и там с пистолета-то выстрелил. У пистолет Макарова у участковых же забирали. Первый же участковый под замес попали, им на вооружение ПМ дают. Пистолет Макарова 9-миллиметровый там пули. И кто-то выстрелил, я не знаю, либо намеренно выстрелил, либо кто-то просто вот стрелял, то есть я попал рикошетом. Я не знаю, то есть типа никто не узнает. Я упал, и пуля была. А если бы это типа бронежилета не было бы? Второй инцидент был, когда мне ножиком воткнули спереди, то есть я в куртке, он, короче, с Мономия вытаскивает косметику, их толпа была, я их останавливаю, вы что, говорю, гоните, что ли? Говорю, вы не возьмете отсюда? И он говорит, каш. И тут сбоку мне так бам, то есть вот так удар идет. И я такой, что-то вот так сделал, то есть это же броник, там пластина, у него чуть-чуть наконечность прожилась, и он, получается, так по куртке прошелся. И я его ударил, он упал с ножом, то есть я что-то отбежал, он ножик все отпал, он упал, то есть я его успел ударить. Ну, типа, это 2, да, вот я просто, почему я говорю, вернулся бы, нет. А 3-й раз была ситуация, я уже позиции сдал, когда возле французского дома стояли мы, и там такой инцидент прикольный получился, я сейчас уже со смехом это разговариваешь, там мужчина стоял, хозяин французского дома, мужчина стоял, и пару охранников стояло. И я там еще пару пацанов присоединился, я говорю, все, давайте, говорю, французский дом держать, говорю, так начал людей тоже распределять. Люди тоже видят, то есть активную позицию выдвинул. И раз толпа подходит, первая, я говорю, не зайдете. Они ушли, 2-3 человека подходят, мы толпа, там человек 10 нас, и мы не пускаем, то есть никого. 2-3 часа, 4 часа уже проходит, я на почту сходил, вернулся, там вот так, там, Мономия помогаем, везде, там, рестораны, то, что ближайшие грабили в основном там же. И рядом мужичок стоял такой в очках, такой интеллигентный вида там.
Я такой думаю, вот мужик красавчик. Видно, что не спортсмен, с пузиком такой, думаю, вот красавчик, вышел на защиту там города. Я думаю, вот молодец, про себя. Мы же не будем с кем-то так, не стоим же, общаемся, то есть постоянно вот эти отбивали нападения. И все, я подхожу, и машины подъезжают. 3 машины подъезжают, без номеров, ничего, и там толпа человек 15-20, маска выходит. То есть у них ломы, там топоры, то есть вот такие, да, чтобы там сломать. Идут к французскому дому. Видно, что приехали багажники, чтобы загрузить, там же парфюмы все-таки, французский дом, сами понимаете, там не дешевое все. И они на меня идут, я говорю, Джиктер, вы куда остановитесь? И он говорит, кетч, то есть, на казахском, да, кетч. Я говорю, вы не пройдете? Он говорит, хазаша суле. Ну, я на казахском языке начинал на казахском разговаривать. И он такой, там, не буду материться, ну, короче, он так говорит, там, ствол достал, зарядил, и говорит, парфюм или сымба? Ну, типа, парфюм за парфюм умрешь, говорит. И у меня такая жизнь перед глазами. И он уже заряжает, то есть, он говорит, я тебя убью, говорит, тебя никто не узнает. Ты видел, сколько трупов валяется? То есть, никто тебя не узнает, говорит, ты ляжешь и все, говорит. И я такой на него смотрю. И здесь уже вот критическое мышление, то есть нужно человека ментально ломать. То есть не показывать страх, да, нужно понять, что страшно. Иначе ему в глаза внуть глуп смотреть. И вот так, типа, я тебя сейчас глазами сломаю. Я начинаю смотреть и молчу. Он говорит, что молчишь, парфюм или сымба? Я на него смотрю. И он вот так, у него уже рука сама дрожит, то есть от страха, что... То есть я не ведусь. То есть бывает, когда ты хочешь достать, и человек боится, и ты такой уверен в себе, а он тут уверенный сам потерял. И в этот момент я думаю, сейчас он уже выстрелит, сейчас он уже я сейчас, мне кажется, я сам сломаюсь. И в это время второй подбегает, так за руку хватает, и убери пистолет, говорит. И говорит, братан, говорит, это конкретно твое? Он говорит, если скажешь конкретно твое, мы джигиче уедем отсюда. То есть ты встал, достойно стоишь, типа. Я говорю, нет, не мое. Мгм. То есть он говорит, какие проблемы? Что за парфюм реально хочешь умереть? Уйди, зачем тебе это надо? Я говорю, так не пойдет. Он говорит, ну, брат, пойдет, не пойдет, говорит, там уже нету выбора сейчас. А этот мужик рядом все время стоял в очках, хозяин. И они зашли, все разграбили, короче, вышли. И мужик стоит, говорит, мне говорит, братан, а что ты до конца не стоял? Я так на него поворачиваюсь, говорю, в смысле не до конца стоял? Он говорит, говорит, это мой французский дом. Я говорю, я как замотивирую, ты придурок, ты мог бы сказать. Он говорит, а если меня выстрелили были? Ты что, говоришь, гонишь, я за твой парфюм бы умер? Я почему эту историю рассказываю? Потому что он даже мне не нашел, то есть спасибо даже не за эту ситуацию не сказал. Я не ждал эту спасибо, то есть я не выходил за это спасибо, но я вот чуть-чуть некая вот маленькая, то есть вот это есть, то есть блин, я тут стоял, если бы, мне кажется, если бы он сказал, что я хозяин, мне кажется, еще как-то могли бы вывести. Ну, может быть, и не вывезли, может быть, его застрелили бы. Ну, как-то, может, и вывезли, да? Никто его не знает, Бог один знает. И отматывая эту ситуацию, почему сейчас мы ее обсуждаем, да, наверное, знаете, это вот Бог спас. Все-таки у нас у всех есть ангел, да, даже вот в одном хадисе в исламе есть такое, типа вот наши деяния всегда записываются. То есть вот бывает, мы встретим на улице попрошайку, и сразу ангел появляется. Ну, и он начинает, типа, ну-ка, сделаешь, не сделаешь. То есть никто же не видит. Ты такой раз не дал, он такой, не сделал добро. Как бы деяния записываются, плохие, хорошие в этой жизни. И, наверное, здесь, ангел спасли, наверное, как говорит, у нас у всех есть судьба, да, вот на русском говорят судьба, в религии говорят там предначертанность, да. Ну, не мое время было умирать в тот день, то есть. Но в следующий раз, может, не повезет. Мне кажется, может, в следующий раз не повезет, и лучше не рисковать. И, наверное, в следующий раз нет. Ну, как я говорю, через 15-20 лет... Следующего раза не будет. Ну, если 15-20 лет я в Форбсе, то я окей. А когда рассчитываете в Forbes попасть? Ну, Forbes, когда Бог решит. 30 до 30, да, еще успеваете? 30 до 30 успеваю. Спалили возраст. Не буду говорить, сколько мне лет. 30. Скажите. Нет, это две фишки, да, никто не знает. Ну, про детей мы уже знаем. Ну, про детей знаете, а жена есть, нету, никто не знает. Хотя я много раз говорил про жену, да. Ну, 30 из 30 подаю пока. Да, есть цель этот, а потом Forbes, ну, блин, это трудиться, мне, не знаю, лет 15 надо. Говорят же, все-таки все люди богатели во время кризиса. То есть мне надо посмотреть, что в кризисе можно, то есть, выстраивать какие-то компании. Потому что все компании в основном кризиса растут. Даже мировые компании, посмотрите, Илон Маск, там, Стив Джобс, как они росли, да, там, один день акции упали, кризис случился, бам, там, война случилась какая-то, бам, акции упали, все, Илон Маск самый богатый человек, акции поднялись. В это время он там долю продал. Как бы так люди богатеют. Ну... Мы все-таки с бизнес-индустрией, да, все-таки я Ваш основной бизнес – это вот бизнес-форум Ушинарак? Бизнес-клуб есть. У нас есть... Для тинейджеров есть клуб, я знаю вас, да? Это социальный проект. Но он не приносит доход? Нет, туда мы тратим ежемесячно, типа, в районе 3-5 миллионов собственных денег, типа. Ну, я не всегда люблю рассказывать, то есть не так, что вот
вот благотворительность, мы занимаемся. Ну, у нас 1000 детей там на обеспечение от 7 до 17 лет, которые развиваются навыки ораторского искусства, переговоры, soft skills, мобилография, копирайтинг, ну, там 25-30 направлений. Ну, я могу сказать, даже вот многие все равно в такие вещи не будут верить, у нас 13-летние дети, ну, типа 500 тысяч в месяц делают, 13-летние дети у нас делают на мобилографии, на СММ, помощник ассистентов и так далее. Как бы сейчас у детей чуть-чуть знания лучше, то есть понятно, что кто-то родился в 90-х, 80-х, это надо принять, уже сложно переформатироваться под новый мир. Практичность. Они уже родились такими. То есть это, как говорится, Z-поколение, тинейджеры, Z-поколение, да. Как их называют еще, забыл, блин. Z-поколение. Ладно, потом вспомню слово, говорю. Они уже лучше воспринимают. То есть у меня сыну 4-му там, сколько ему там, 7 месяцев, он больше тянется к телефону. Только не говорите, что вы ему телефон уже даете. Нет, мы так не делаем. Я умею воспитывать, так сказать, да, на практике. Нежели тянется к телефону, чем к игрушкам. То есть... Но он видит, что старший, да? Да, вот говорят же, не воспитывай детей, воспитывай себя. Вот он видит, все считывает это поведение. То есть они сейчас быстро воспринимают. То есть если ты будешь заниматься спортом, и дети будут спортом заниматься, будешь делать бизнес, зарабатывать хорошие деньги будут дети зарабатывать хорошо. Говорят же, если все, что ты хочешь увидеть в детях, воспитай в себе. То есть сдай себе. Хочешь быть, чтобы он был духовно прокачан, сам духовно прокачан. Спортсмен, деньги, типа там путешествие. Уважать старших, уважай сам себя старших. Ребенок твой все сделает так, как ты делаешь. Типа это все 100% скопируется. Но если что-то там воспитание неправильно получилось, то это ты сам такой просто неправильно сделал. То есть его пытался воспитать, не себе воспитал эти качества, и потом думаешь, ой, ребенок такой. Вот такие вот дела. Ну, это у вас 4 детей? У меня 4 сына, да. 4 сына. Ну, мне вот супруга говорит тоже, я говорю, все, хватит, короче. То есть... Вы говорите. Да, вообще, вот так же у нас в основном мужчины женщине говорят, давай, она говорит, нет, минимум там 5 лет, 3 года, 5 лет рожать не буду, то есть... И мужчина говорит, давай, я хочу дочку, там еще, там... В основном женщина же отказывается, то есть я не буду рожать, в декрете сидеть. А мне вот супруга 3 дня назад говорит... Дочку хочет. Нет, она говорит, вот я через год рожу, то есть сейчас 8 месяцев, восстановлюсь, примерно через год, говорит, все, я буду беременеть. Я говорю, стой, говорю, дай мне 4 воспитать, говорю, и финансово, и успеть, и так далее. Она говорит, я даже спрашивать не буду. Я такой, ну, значит, примерно через 1,5 года этот подкаст снимать будем, там уже 5, буду 5 говорить. Ну, вы дочку хотите или... Дочку хотите или... Ну, такого намерения нет. То есть нет намерения, ну, особо же... Ну, есть же такое желание, которое я хочу дочку, то есть у меня такого нет. То есть и нет такого, что я хочу сына. То есть Бог дает, ну, типа, не мне же выбирать, то есть я же не могу на это как-то повлиять. Ну, я не буду сейчас углубляться, знаете, как просчитывают, то есть астрологию, нумерологию. Ну, у меня есть там религия, у меня есть Всевышний, Бог, то есть это мои ценности, и как бы я должен твердо убежден в это верить, то есть это моя картина мира, и она тоже имеет быть, то есть будет 5-м сыном, тоже, альхамдулилля, да, там, пусть 5-й сын, 6-м будет, 7-м, 8-м, пусть будет, или, как, значит, так должно быть, значит, как говорится, каждый ребенок, он же появляется тоже не просто так в жизни, то есть он же появляется, чтобы воспитать тебя, то есть зачастую, наверное, просто все на мой возраст смотрят и говорят, тебе не лет 40. Я не хвалю себя, то есть вопрос там мудрости, понимания, осознанности какой-то. Я говорю, наверное, я вот на своих ровесников смотрю, как бы из 100% 70 еще ветер в голове. Я говорю, потому что дети меня воспитали, потому что... Во сколько первый ребенок родился? Это вы уже посчитайте. Я такой, надо вырезку сделать, и такой у меня голод. Вы же делаете прикол, я же вот так задумался, сейчас вы посчитаете. Но у меня старшему, получается, так, 8 в этом году будет, в апреле. 8 лет будет, 2 класс это 8 лет. Но он мне как братан, братишка. То есть, наверное, вот самый 4-й, это для меня, наверное, как сын. То есть, а остальные 3 это братишки мои. То есть, я говорю, братишка, иди сюда. То есть, ну, выстраиваю, наверное, дружеские отношения, не отцовские отношения. Понятно, что есть грань, то есть, они это понимают. Все-таки они боятся меня, то есть, не боятся, уважают. Да, вот. Ну, боязнь по-любому тоже есть, да. То есть, одним взглядом там уже понимают, что так нельзя делать. Но при этом у меня отношения, наверное, с ними выстраиваю как с друзьями. То есть, это мои друзья. И чтобы они меня и на футбол звали, когда будут играть, и со мной могли посоветоваться по-мужски. Вот
пап, как сделать вот здесь? Вот меня в школе ударили, что ему сказать, что ему ответить? Как подраться или что сделать? Или лохом буду, да, там, извиняюсь за выражение. Все-таки, чтобы я ему посоветовал. Или вот, папа, у меня такой инцидент, как бы ты поступил вот с девушкой? То есть вот она меня отшила. То есть я в депрессию попала, да. Вот хочется на таком уровне отношений строить, потому что мы же не выстраивали такие отношения. То есть, мне кажется, лишний раз подойти к родителям, это, мне кажется, лишний раз по башке получить было. Мне кажется, это просто так, знаете, как бы ты там в школе по башке тебе дали, тебе еще дома по башке дадут. А я чуть, наверное, наоборот. То есть я рад, что мы новое поколение осознанное, которое растет, стремятся к этому, что дети, наверное, растут больше к любви. То есть если в 90-х мы воспитывались через кнут, не через пряник особо, так и должно быть. Да, даже если даже президента брать, 01 через кнут воспитывал, так и должно быть. В те время перестройка нужно было так делать. Сейчас уже наш президент это через пряник, дипломатия. Вот как раз время дипломатии сейчас. То есть уже вот. Даже вот мы прикалывались, сначала мастер-майнд был, есть такое через психологию, то есть есть такое понятие, говорит, если ты не пойдешь к психологу, твои дети пойдут к психологу. То есть иди к психологу, прорабатывайся. А вы часто с детьми время проводите? Но я не самый лучший отец. Я не буду кого-то учить примером, то есть я больше себя воспитываю. Но часто тоже понятие относительно. Если для кого-то 1 раз, 2 раза в неделю это плохо, то для меня это нормально. То есть для кого-то, может, часто это 5 дней раз в неделю. Ну, 2 раза в неделю стабильно. Но при этом я не могу с детьми всегда быть. Ну, кто должен семью кормить? Там не маленькие расходы. Нужно давать образование, садики платные, частные школы. Расходы не маленькие. Это все, это очень большие деньги. То есть хочется дать вот это правильное воспитание. Даже частные школы, да. Хотя многие скажут, а какая разная, иди там образование ничем не отличается. Это больше не за образование, больше за окружение, контекст. То есть туда, значит, фильтр, вот как бы это грубо не звучало, это жизнь, да, фильтр детей происходит, там, значит, дети чуть высокотонные, то есть в осознанности получше, нежели так в школе. Хотя я в обычной школе учился, например, ну, там как повезет. Сам как друзей внутри окружения найдешь, как выстроишь границы, то есть как повезет, то есть не всегда есть хорошо. Ну и не говорит о том, что в частных все идеально. Просто в частных статистика показывает, там 70% выстрелило, 30 не выстрелило. В обычных школах там наоборот 30/70. То есть 30 выстрелило, 70 не выстрелило. В частных школах наоборот. То есть это расходы, это работать надо. И, наверное, знаете, я, как сказать, вот говорят же, на глазах вырастут, не просты их молодость и так далее. Я говорю, у меня наоборот хорошо. То есть я не после 30 у меня дети появляются, чтобы я профукал. Я говорю, у меня наоборот. То есть я с ними вместе расту. То есть мы вместе в молодости растем. И когда мне там будет 35, им будет достаточно очень много лет. То есть я там, мне кажется, если мой сына старшего посчитать, чтобы, ладно, пусть математику сами считает, мне кажется, в 35... Если он женится, то есть, мне кажется, он жениться может в 35. Типа в 36, если он там внук может появиться, да, у меня уже Быть в 30. молодой дедушка. Молодым дедушкой в 35. И я себя, знаете, каким дедушкой вижу? Я из этого сейчас в основном физическими нагрузки. До этого у меня в основном я и борьбой вольной занимался, и рукопашкой занимался в армии, да, там на соревнованиях выступал. У меня лыжи, и стрельба, КМС есть там. Сейчас я в зале, то есть форму строю, фигуру строю. То есть, я думаю, если мне 35, сын женится, там, я на свадьбе, я такой, 35, там, такой, арашка. То есть, не арашка, да, такой молодой, на машине, такой спортсмен, интеллигентный, правильное воспитание, то есть, правильный образ, вот это вот мой отец, чтобы он гордился мной. Я думаю, что это хорошо, что когда ты молодой, у тебя дети растут, то есть, ты будешь молодым не так, как в стереотипах у нас, да, мой батя, батю на нее посмотришь, это примерно, знаете, усы, пузо, и там вот такая, марбовая сигарета, там, и там, может, козырек, говорит, там, куртка, которая 10 лет, он ее не снимает. Типа вот такой образ. А у меня, наверное, образ больше такой будет, новый, наверное, образ. И меня это зажигает, то есть у всех свои тараканы, мне это нравится, я думаю, мне там под 40, я в физической форме, солидно одет, классные достижения сделал, стране помог, общественности, уважение есть. Просто говорю, это мой отец. Вот он в порядке. То есть я не могу фору давать. То есть мне надо отцу тоже показать. Я тоже бизнесом буду заниматься, я тоже буду проект строить, тоже буду пользу общественности нести, да. Тоже буду полезным другим, тоже спортом займусь. То есть всегда же так будет стремление, даже не важно, сколько ему будет лет. То есть
Просто зачастую смотришь, там, Арашка 50 лет, а ему сыну 25 лет, а он с пузом ходит. Да, все понятно, логично здесь было, знаете, то есть далеко не надо уходить. Но зачастую, даже вот в Инстаграме многие меня видят, там, девчонка там выкладывает, или мужчина 25 лет, смотрите, это мой отец, ему 50-60, смотрите, какой в форме. Там реально мужик так в форме, и он говорит, вот я не могу, то есть не идти, то есть мне нужно, как бы, у меня отец, в таком возрасте в физической форме, я что ли не могу быть? И он начинает стремиться. Конечно, мы пример. Да, из этого А надо почему над собой все-таки работать. возраст свой скрываете? Это все-таки больше девушкам свойственно? Девушкам свойственно? Возраст свой скрывать. Знаете, все должно в порядке, то есть все должно в норму быть. То есть есть личное, и мои фишки это, то есть никто мою жену не видел. Но жена есть, давайте всем поклонницам скажем, раз 4 детей. Девушки нет, а жена есть. Я же говорю, часто пишут мне, есть девушка? Я говорю, нет. Потом там начинает этот и говорит, у тебя жена есть? Я говорю, жена есть. Сам спросил девушки, девушки нет там. Девушка есть? А жена одна. Девушка есть, говорю. Сын есть. Жена есть, запутался. Передаю привет девушке, моей жене. Это же, это как боец, да, там передают девушке, девушке, ой, жене, там, да, в нашем деле, да, прикол был. Ну, здесь, знаете, возраст, это, наверное, не то, что стереотип, это, наверное, фактура. Что такое фактура? Это факт, с чем я сталкивался. Зачастую я же работаю в основном с высокой категорией предпринимателей, то есть с Forbes и так далее. И зачастую все они думают, что мне, типа, если им там под 45, они думают, что мне 37, 38. Ну, типа, мы думаем, там, понятно, что возраст, может, не выдает, но когда мы разговариваем, думаю, там, на 5-7 лет, там, на максимум на 8-10 лет младше. Ну, не на 20 лет младше, то есть это очень много. То есть это отношение. То есть вы думаете, что это может... Этот стереотип, это стереотип, это 100%. 100%, потому что восприятие сразу по-другому. То есть, представьте, человек с вами разговаривает, и раз он в моменте говорит, а я сидел. И вы такая, опа, чуть остерегаетесь, да, типа, а за что? За убийство. И вы такая, опа, как бы уже делишки чуть-чуть тяжело вести, понимаете? Хотя, просто человек сказал, вы не могли об этом знать. То же самое из этого, то есть мы начинаем вот так вести переговоры, а сколько тебе лет? Бам! Он такой, опа, потому что он, когда дает нам деньги, то есть, вот представьте, он 50 миллионов дает, он думает, все, у меня есть жизненный опыт, раз я так разговариваю, такие проекты делаю, он думает, что у меня есть жизненный опыт, и он готов деньги дать. Но... Слушайте, вы в любом случае выглядите молодо, но вам не даже больше 30 лет, даже если с большой натяжкой. Не знаю. Это, ладно, не буду говорить, сейчас обидеть. Ладно, здесь суть какая? Говорите, не обижайтесь. Да ладно, не будем. И суть какая? И мы начинаем, то есть, по возрасту говорить, и он такой, а сколько вам лет? Или там особенно Ин смотрит, когда договор, а сколько вам лет? И такой, он думает, что у меня нет жизненного опыта, то есть, чувак сейчас мои 50 лямов просрет. Вот так это происходит. И зачастую из-за этого я там договора заключаю, то есть с партнерами, у которых там под 40 лет. То есть вот 40 на 40, вот так происходит. Но я просто с этим сталкивался сотни раз, и пусть это останется, типа, не так важно, сколько тебе лет. Если кому 20, и они мудрее, чем кому 40. Конечно. То есть есть 40-летние дети еще, есть 50-летние дети. Не важно, какой возраст. Возраст – это только цифра в паспорте. 100%. Так что не важно, какой возраст, вот. Пусть это поэтому будет... можно и говорить. Да, поэтому можно и не говорить. Пусть это будет изюминка, да. Ладно, кто очень хочет, тот посчитает. Посчитайте, да, вот я сказал уже 35 лет, если им будет столько-то лет, это легко посчитать там будет. И последний блок вопросов, все-таки давайте о вашем бизнесе поговорим. Но вы уже частично сказали, чем вы занимаетесь. Я хотела вот к чему вас подвести. Многие, нет, давайте не так скажу, не многие, а есть люди, которые считают инфобизнес и ставят знак равенства между инфобизнесом и инфо-цыганством. Потому что, по сути, вы продаете нечто нематериальное, да? Знание, окей. Но сейчас так сложно провести грань между этими двумя разными понятиями, и люди так часто уходят в ту теневую сторону и покупают воздух, что мне бы хотелось, чтобы вы, во-первых, прояснили свою точку зрения, свою позицию обозначили, почему вы, допустим, не считаете себя инфо-цыганом, и как людям понять, за какие знания можно платить деньги, а что является, фуфлом. Во-первых, я инфобизнес не продаю. То есть даже если брать площадку бизнес-клуба, например, бизнес-сообщества, это про комьюнити. То есть я продаю комьюнити, где человек может общаться с человеком.
То есть вы продаете возможность с кем-то познакомиться. Да, это не про материальное, то есть человек продает человеку. Все, это бизнес-сообщество, то есть это не связано с инфобизнесом. Внутри у нас проходят больше такие практические тренинги, где они сами по запросу делают. То есть он приходит и говорит, вот у меня маркетинг страдает, то есть мы выручку делаем 50 лямов, хочу 100 миллионов. Мы привлекаем эксперта, который уже делает это в других компаниях, и мы внедряем это в компанию. То есть мы про комьюнити. Шанрак форум, то, что мы сделаем, где Нурбек Ага везде выступал, это больше про, это площадка для нетворкинга, мы всегда это говорили, это не про тренинги какие-то, то есть мы никого никогда не учим, то есть мы не имеем права учить, потому что мы не коучи, там, не спикеры и так далее, но есть какой-то практический опыт, который можно поделиться. Но опять же, давайте в защиту инфобизнеса, который называют инфо-цыганством. Кто называет инфо-цыганство, это человек, который просто не учится, то есть человек, который учится, он понимает, что это не инфо-цыганство, это и не инфобизнес, это вообще консалтинг. То есть инфобизнес придумали слово только недавно, типа информационный бизнес. То есть в этом ничего плохо нету, если это приносит деньги. Типа в чем это плохо? А зачастую получается так, что, например, у человека 1000 учеников, вот, допустим, Аяза возьмем, вот, да, ситуацию все знают. У Аяза, допустим, он на бизнес-рынке почти 10 лет, на бизнес-образовании. За 10 лет у него прошло там, 300 тысяч участников. Из них где-то 5 отзывов собрали, где сказали плохо. Ну, то есть, из-за этого его садят. То есть, понятно, что это поручительная порка. То есть, это не поручительная, как это сказать, перед людьми, когда порку делают. Публичная порка это называется. То есть, это просто публичная порка. Но сейчас, не уходя глубоко, вот, извините, не уходя глубоко... Классные носки. Да, у меня носки очень стильные, красные, такие высокие, длинные, да. Ну, не уходя далеко, давайте так, что... И вот есть ученики, допустим, вот есть такие люди, которые, уверен, придут на Найзу, и кому-то не понравится. То есть скажет, не мое, и уйдет. И будет говорить, вот Найза это плохо. То есть в инфобизнесе, почему инфо-цыганство появилось? Потому что приходит 20 человек, не все же готовы брать ответственность на себя и меняться. То есть человек не готов меняться, понимаете? Это сложно. Он себя строил там 30 лет, а тут ему говорят... Допусти мысль, что может быть иначе, что здесь другая жизнь. А человек, да ты гонишь, я 30 лет себя таким строил. А оказывается, можно по-другому жить. И это сложно, перебороть себя. Говорят же, поборов себя, ты победишь в 1000 битв. Не зря нам говорят, да, там Всевышний сам говорит, ты всю жизнь будешь бороться только с самим собой. Тебе никто не помешает, ни родственники, ни в какой-то семье ты родился, ни в каком положении. Только ты сам. Себя будешь губить, сам себя ты можешь и вырастить. Все, битва только с собой. Ежедневная битва над собой. И здесь вот инфо-цыганство либо инфобизнеса, да, состоит в том, что 20 человек приходит, 15 получает результат, 5, которые просто, знаете, переложили ответственность. То есть он не сделал максимальный вклад, чтобы получить результат. Он, может, так одно касание сделал, у него не получилось. Он говорит, все, не получается у меня, все, ребят. Вот это инфо-цыганство, все. Конечно, человеку свойственно легче обвинить другого, нежели сказать, да, я не прав, да, я слабак, да, у меня не получается, да, я слабый там ментально. Человек никогда такие вещи не скажет. Конечно, он скажет, блин, вот она виновата, Виктория инфобизнес виновата. То есть вот так будет говорить. Так что говорить, что знание это плохо, не есть хорошо. То есть даже наш пророк, салейхи вассалям, потому что у вас все же вот ахышки смотрят, как ахышки смотрят в основном, да, блог. Вот даже пример приведу. Наш пророк, салейхи вассалям, когда он пришел в религию, в ислам, ему первое, что сказали, читай. Первое слово, что он получил, читай. То есть учись, читай. То есть заповедь, получается, Бога говорит о том, что ты в этом мире, чтобы вот типа читай, развивайся, читай. То есть почему те курсы, которые дают, они могут считаться плохими? То есть понятно, ты можешь прийти, и если ты такой везде развиваешься, и ты понимаешь, что здесь какой-то, то есть объективную оценку даешь, что это не очень, можно как-то назвать еще инфо-цыганством, да, сказать. То есть я везде на тренинге хожу, смотрю здесь, то есть про инфо-цыганство. А вот что, например, вот бизнесмен говорит, успешный успех, но это же просто вода, никакого практического навыка здесь не возьмешь. Почему не возьмешь? Хорошо делай, хорошо будет. Нет. Что? В вашем понимании, смотрите, я, допустим, построил сеть ресторанов. Допустим, 60 ресторанов открыл. За 10 лет. Вы же понимаете, какой у меня опыт? Я понимаю, как поставить кухню. Вы поставить этот, поставить. Вы познаете, как калькуляцию делать. Вы знаете, какие локации искать. Практические навыки. Ну, они просто вода. Вот. Верь в себя, верь в успех, все будет. Смотрите, это первое, да. Вы приходите ко мне и говорите, Дамир, помоги мне ресторан. Вот я ресторан Вахтал открываю, можете меня консультировать? Я говорю, 1,5 ляма. То есть инфобизнес. То есть я продаю свое время.
И это Ну, нормально. это нормально, да. Да. Это некое наставничество. Да. А то, что вы говорите... давайте чуть корректировку внесем. Вы говорите про такие слова, как «верь в себя», про мотивационные, что ли? Но это же тоже инфобизнес. Это же тоже Ну, вот я эти не знаю, мотивационные где это вы видели. коучи, которые выходят на форумы и говорят о том, что... А где вы только таких мотивационных Да коучей? много где. Полный YouTube этих видео. И на YouTube, форумах окей. они На выступают. форумах я вообще не... Я просто в форумах индустрии, я готов здесь поспорить, отстоять точку зрения. Я знаю все форумы, и никогда на форум никого не ставили мотивационного Я не про ваши спикера. форумы Я не говорю. про других форумов. Я даже всех своих конкурентов буду защищать. Всегда на форуме выступает твердый эксперт. Допустим, у нас выходит Нурбек Каравал, говорит: ребят, смотрите, я на ИЗУ вот так построил, вот такие инструменты сделал, применяйте. Они такие: опа, классно. Выходит Гульбану Майгарна, 65 ресторанов построила за 5 лет, мамочка в декрете сидела, в 42 лет начала бизнес, 42. То есть в 42 начать бизнес, это вообще, то есть это все грани стереотипов сломать. Построила сеть ресторанов, крутая, медийная, говорит: я вот так рестораны построил, я с командой вот так работаю, все, весь практический опыт. Человек применяет. Вы слышали такое словосочетание «успешный успех»? Слышал? Но это же люди придумали. То есть... Ну, как они его придумали? Он же не мог родиться ниоткуда. Это целая индустрия вокруг этого сейчас создана. Но, да, потому что у людей включается... Потому что люди себя любят сравнивать с другими людьми, начинают заходить в Инстаграм, и реально человек добивается успеха, они не будут радоваться его успехе, они ему завидуют, и потом говорят: фу, это успешный успех. То есть человек, который достигает результата, никогда не скажет другому: фу, это успешный успех, потому что он сам достиг результата. То есть ему кто ниже, то есть ему не нужны. Но зачастую просто это же эго, это же надо признать. То есть мы же в основном в Инстаграме сидим, мы смотрим других. Но если человек добился в жизни, то есть это его право говорить про это. Но если он купил машину, купил квартиру, построил бизнес, и об этом говорят, конечно, не будут говорить: машалла, там, альхамдулилла, какой ты красавчик. Людям свойство негативить, чем позитивить. И получается, из 10 человек, 8 человек говорят: фу, успешный успех. Ну, типа, здесь просто с Мне позиции кажется, логики. здесь чуть-чуть по-другому. Я именно, знаете, говорю о тех людях, о коучах, которые сейчас появились, которые этому учат. Но насчет Инстаграма я с вами тоже готова поспорить, потому что, опять же, есть мемы: жизнь vs Инстаграм. Ну, то есть есть даже примеры того, как девушки заказывают себе фотосессии в имитации частного самолета, да, как будто она где-то летит, а на самом деле это просто фотосессия. Кстати, такого Людям нет. зачем-то, ну, вы, наверное, знаете ответ, зачем, свойственно в Инстаграме делать свою жизнь лучше, ярче, красивее, успешнее, чем она есть на самом деле. Ну, это не с инфобизнесом вообще никак не связано. И не связано, да. Ну Вот, да. ну, давайте это же насчет эскортница. Инстаграма. Нет, не Это же только эскорт же. эскортницы. Ну как, эскортницы же делают это. Ну, извиняюсь, ладно, кто не эскортницы. Ну, блин, если правда, вы же говорите, прямо разговариваем. Ну вот эскорт, девушка делает все это, потом написывает папики. Типа, ну, свойственно человеку, ну, человек, значит, хочет, ну, это, знаете... Но даже фильтры придуманы в Инстаграме для того, чтобы сделать все красивее. Ну, Не только внешность А в девушек. чем плохого здесь? Ну, это же неправда. Это же Ну, а зачем вам- приукрашивание Ну, реальности. хорошо, это их жизнь. То есть, а нам какая разница от этого? То есть, как это плохо влияет на меня или на вас? Ну, это никак не влияет плохо, но в этом есть некая неискренность. И люди, когда приходят в Инстаграм, они этими возможностями пользуются очень многие. Пусть делают, типа, ну, а как это на нас плохо влияет? Видите, Нет, опять мы же не говорим, влияет или не влияет. Мы же говорим о том, что это существует, и Инстаграм, он про красивую, яркую жизнь, правильно? человек так реализовывается. Никто то в есть- Инстаграм не ведет странички, как мне плохо, как я вообще несчастен, правда? Все Не, там не успешные, соглашусь. красивые. Зайдите на мою страницу, посмотрите мой путь, посмотрите мои проекты, все неуспешные факапные проекты. Я все показывал, потому что в Инстаграме, смотря что ты делаешь. Опять же, давайте так. Все, что вы говорили, это просто, знаете, то, что мы сейчас от темы отошли, так обсудили. Возможно, так реализовывается, может, от этого кайфуют, там, может быть, это эскортницы. То есть это на нас никак не влияет, на вас, на нас. То есть, ну, мне без разницы. То есть, на меня, на мою жизнь это плохо никак не влияет. То есть, если бы они это делали, запускали бы продукты курса, А вы думаете, не запускают? Я вас уверяю, запускают. если вы мне прям покажете Я вам сейчас. покажу. Просто я хочу, чтобы это было чуть конструктивно, потому что я сейчас это не защищаю же, я же не защищаю, я не знаю таких людей. Но я вот в сфере образования, ну, таких людей я не видел. То есть, если они есть, они быстро умирают. То есть, потому что человека считывается настоящесть. Вот
самое главное, человек должен быть настоящим. То есть, Я с вами абсолютно согласна. Я про это и говорю. Запрос на искренность есть у общества. да, вот вы правильно говорите. И, наверное, инфобизнесмены больше стреляют те, кто показывает себя настоящим. То есть, потому что это же тоже, когда ты показываешь, что, ребят, вот у меня тоже факап был. Люди начинают говорить, он такой же, как я. И они начинают ему доверять. А если, конечно, ты показываешь красивую картинку, просто я не видел таких в Казахстане, то есть, может быть, я не с ними вообще не коммуницирую, то есть я в таких в Казахстане ребят не видел. Мне кажется, может, это российская тема, то есть... Мне Я кажется, вам покажу и аккаунты, которые я вижу, которые мне попадаются, потому что я как журналист, я ресерчу весь рынок. И готовясь к интервью с вами, я читала статьи, и я читала достаточно много таких критических высказываний в ваш адрес о том, что вы там инфобизнесмен, о том, что вы продаете воздух, о том, что много всего, вы наверняка это сами знаете. одно интервью, которое вы говорите. И в комментариях есть. Опять же, люди же, они же все под одну гребетку берут, то есть они же не понимают, что мы выстраиваем площадку для нетворкинга, потому что слово нетворкер, они не понимают, что это, то есть это что-то новое слово. Понятно, что предприниматель, традиционный бизнесмен, это все уже выстроенные слово там за 30, 50 лет, 100 лет этого. Инфобизнес, типа, он сживется. То есть через 50 лет про инфобизнес никто не будет плохо говорить. Вот нетворкинг тоже люди не понимают. Они думают, что мы продаем воздух и так далее. То есть, опять же, момент какой? Почему, типа, нам на это без разницы? Потому что все, кто... это, знаете, не то, что сейчас великие цитаты, все, кто ниже нас, то есть, им мы, то есть, интересны. Кто выше нас, мы им интересны. Мы стремимся туда. То есть там быть. Но опять же, надо же соотношение хейта считать, соотношение хейта. Если, допустим, 100 тысяч, по-любому у меня есть там 200-300 человек, которые говорят, что мы там инфо-цыгане, воздух продаем и так далее. Но это люди, которые не конструктивно дают обратную связь. Конструктивная обратная связь – это типа, вот я общался с Дамиром, я ходил на его курсы, то есть у него есть курсы, я ходил, вот общая оценка, я прошел до конца, я не получил результат, потому что вот здесь вот так вот. Это конструктивный диалог, его можно послушать, ему можно доверять, и он прав. То есть это его мнение. Но писать, когда ты не столкнулся, писать про Найзу плохо, то есть, вот представьте, например, Найза это беспонтово что-то, например. Я там не был. То есть это вообще неадекватный человек. То есть нельзя говорить плохо про человека, пока ты сам его не узнаешь. Это однозначно. Это же и момент то же самое. Бывает такое, что у меня такие раньше ситуации были, лет 6-7 назад, когда мне про людей рассказывали, я такой, вот он, надо его остерегаться, то есть, да. И когда я с вами начал изучать, вы с вами есть там, да, найди 77 или 70 оправданий своему, то есть, найди 70 оправданий человеку. То есть, если ты плохо про человека говорит, ты должен его защитить. Неважно, кто это, как бы плохо по нему говорит, ты должен найти всегда ему оправдание. Но при этом ты должен с ним, то есть, вот так встретиться, и говорить, вот такой факт был, ты такой, почувствовать, увидеть, реально человек такой или не такой. То есть, самим оценку давать. И эта оценка, она объективная будет, потому что в инфобизнесе то же самое, как бы, такие вещи происходят. Да, он инфо-цыган, про него плохо думают, но никто не знает, что у него есть обратная сторона медали, он содержит там 10 детских домов, и человек не показывает это. И зачастую не всегда лучше делать поспешные выводы, потому что я знаю очень много инфобизнесменов. Приведу яркий пример: Амир Жантасов. То есть Амир Жантасов, он такой самый высокоплачиваемый психолог в Казахстане. Может, слышали в Инстаграме? Проработка папы, мамы у него, вот это его сильная сторона. Просто в Инстаграме посмотрите Амир Жантасов. У него в комментах много пишут, что он такой инфо-цыган и т.д. т.п. Но его курсы работают. То есть люди, которые ходят, они довольны. То есть они получают результат. Самое главное, чтобы результат получили. Да? Вот они получают результат. И он молча ежемесячно помогает по 500 000 на социальный проект Just. То есть уже 2,5 года. И он нигде об этом не говорит, то есть, и человек сам по себе классный, то есть, классные практики дает, да, там, по 500 000 ежемесячно только на наш проект дается, он еще, вот этот попечительский совет Каганат, который BI Group, знаете, у них есть, там состоит, капец как помогает, то есть, он реально, то есть, он очень крутой. Но люди же не сталкивались с его продуктом, не проходили курс. Они начинают хейтить инфо-цыганство. Здесь, наоборот, люди, которые занимаются таким инфобизнесом, то есть, если они понимают, что они на верном пути, то есть, Бог им поможет, и они должны твердо стоять, то есть, потому что с помощью этих денег они благотворительность сделают и так далее.
Но такие инфо-цыгане, которые вы говорите, красивую картинку делают, они быстро исчезают. То есть это временный эффект, потому что человека спалят. Человек не может... Про человека он не может создать историю. То есть он не может говорить, вот я там вот такой был, такой-то был. Да, блин, легко это пробить, найти и сказать, да ты что врешь? То есть и про человека это не скроет, и историю себе старую какую-то не создаст, просто на словах. И зачастую инфо-цыганов их быстро палят. То есть я сам против инфо-цыганства. То есть я сам даже в инфобизнесе могу сказать, вот это инфо-цыган. То есть потому что я знаю этого человека, то есть вот так фактами могу сказать. Это красавчик, да, он инфобизнес занимается. Он У нас очень даже крутой. лампочка уже погасла сзади вас. Да, он очень крутой. Да. Вот так вот. Сигнал. Да, интересно, кстати, а кого вы считаете инфо-цыганами у нас? Кого инфо-цыганами? Ну, я никогда про людей плохо ничего не говорю. То есть это мое мнение. То есть я не буду его на камеру сейчас навязывать, про кого-то говорить, то есть и такие вещи. Ну, я думаю, это не объективно обсуждать чьи-то имена. Можно как в мечети говорить, да? Как имам приходит, и вот так, кто вот ахышки знает. У нас есть один брат, я расскажу его историю. И начинает пример что-то приводить. То есть, вот. И есть на рынке, которые там имели салоны красоты, то есть бьюти-мастера были, и тут бам, они стали коучами по психологии, по отношениям, хотя она в разводе. Вот, мне кажется, это ключевая фраза. Человек может продавать то, в чем он эксперт. А когда ты вдруг становишься ни с того ни с сего, продаешь то, что сейчас хайпово, да, и в тренде, Согласен. не имея какого-то бэкграунда и экспертизы Согласен. в этом, это очень странно. И для вызывает меня это вопрос. странно. Я, находя в образовании, я сам говорю, ты что, как можешь? Ты же разведена, то есть. А она говорит, то есть, ну, я разведена, я теперь знаю, как не разводиться. А ты знаешь, как сохранить брак, то есть. Понятно, что ты знаешь. И вот такие моменты, они тоже как бы имеют место быть, но это инфо-цыганство. Вот это, для меня это инфо-цыганство. То есть, если человек никогда не имел ресторана и что-то про ресторанный бизнес рассказывает, ну, это смешно, блин, ну, и люди не будут на это покупать. То есть, он не сможет ничего продать. То есть, любой дурак, то есть, это увидит, я не знаю, там даже, как бы, логики даже в этом нет. То есть, это легко понятно. Даже вот я запускал свой продукт, я запускал продукт по нетворкингу. Типа я запускал, потому что я в этом эксперт, у меня 7 лет, у меня есть твердые результаты, даже как вот знакомить людей, квартиры дарили, да, у меня таких типа 1000 кейсов, у меня 7 лет опыта, да, у меня все бизнес-проекты строятся на нетворкинге, на взаимодействии людей, на коммуникации, на объединении людей. Типа, я в свое время запускал там курсы, то есть я показывал, как навык коммуникации, вот навык ораторского искусства учат, типа навык коммуникации, как построить отношения с человеком. Вот, это тоже типа скиллы, то есть скилл. Это, да. Это навык, который можно измерить, в конце концов. Да, и я говорю, вот ты посещаешь мероприятие, там вот так, ты знакомишься, выстраиваешь коммуникации, это тебе полезно. То есть это в навыке мы делали. То есть, но если я сейчас буду запускать, как... наверное, как правильно выстраивать отношения с женщиной. То есть, не скажу, что у меня все идеально в семье. То есть, у всех, не бывает идеальности, есть над чем работать. Я не буду понять, что у меня 4 сына, но при этом я и не готов запускать, как воспитывать детей. Когда они женятся, тогда я могу сказать, может быть, я эксперт по воспитанию детей. Всегда нужно быть к этому готов. В нетворкинге я готов, у меня есть результат, я знаю, что, я любому докажу. В семье, в отношениях, то есть в отцовстве, я еще не докажу так особо, да, понятно, 4 сына воспитываешь, но всегда есть над чем работать. Еще есть, знаете, такое мнение, что настоящий бизнесмен, у которого прям активно работающий бизнес, ему просто некогда будет выделять время для того, чтобы ходить и делиться своей экспертизой. И он, в общем-то, это и не захочет, потому что, у него нет времени, это его какие-то личные лайфхаки, которыми он не готов делиться. Вот вы по этому мнению что можете сказать? Есть на это определение. Есть 3 вещи в бизнесе. Есть бизнесмен, предприниматель, владелец. Угу. И если ты бизнесмен, да, ты в операционке, у тебя вообще времени не будет. Угу. Есть владелец. Это человек, кто вышел с операционной деятельности и получает дивиденды. И таких я сотню знаю предпринимателей. Они для души это делают. То есть, сейчас то, что обсуждать инфобизнес, я могу сказать так. Есть много предпринимателей, которые владельцы. Их сотню, то есть, да. И зачастую из них 80% делают инфобизнес, то есть делятся знаниями для души. То есть это вопрос духовности, помните, да, пирамида Маслоу, да, и последнее это кто я, предназначение, отдавать миру, да, последнее предназначение, верхнее. И здесь они больше отдают. Понятно, что бесплатно не ценится. То есть они ставят какую-то минимальную сумму, но эти деньги они отдают на садаха.
То есть я таких много знаю, и не обязательно их имена говорить. Есть 20%, которые как источник дохода в этом виде, тоже делится. А почему бы нет? То есть в чем это плохого? Тоже ничего плохого, допустим. А то многие говорят, то есть, вот он учит, то есть у настоящего бизнесмена времени нету на это. Ну, то есть, это стереотип. То есть время уже прошло. Если, например, было бы 90-е, там, 80-е, 2000-е, я бы сказал, конечно. Но сейчас бизнес намного легче строить. В 90-х не учили, как строить команду. В 90-х не было 1С-ки, там, айки-системы в ресторанах. То есть, если там раньше блокнотики ручкой везли, то есть сейчас вот так пам-бам-бам, чеки, а этот Каспий быстро, все автоматизировано. Если раньше надо было 200 человек, которые бумаги заполняли, сейчас 2 человека, которые на контре это делают. Сейчас быстрее выстраивать бизнесы легче. То есть, если ты бизнес этот выстраивал с 90-х, тебе понадобилось 15 лет, сейчас выстраивать за 3 года. И тот же результат. Сейчас легче делать. То есть мы благодарить должны, что мы в этом поколении живем вот здесь и сейчас. Потому что возможностей много. Искусственный интеллект видели, как сейчас много делают, допустим. Даже у нас с Аидой Кауменовой ситуация была. Аина Кауменова, она дизайнер, знаете же, номер 1 в Казахстане. Считайте, она там с 90-х рисует, там с 2000-х рисует, делает все. И туда мы с ребятами пришли, они искусственным интеллектом занимаются. Они говорят, хотите, вам не надо придумывать, мы хотите, мы все сделаем. Бам-бам, запрос сделали, искусственный интеллект нарисовал девушку, она такая смотрит, такая, типа, а что? Он говорит, вот, шейте. А над этим надо было целую команду иметь. Мир поменялся, да, вот. И это же круто, что раньше время занимало в Магнум сходить, там надо было на Казпочту сходить, оплатить коммуналку, там. И это занимало у тебя полдня, например. Не знаю, сейчас вообще, мне кажется, это 2 минуты. То есть продукты заказать, курьер привез, коммуналку Каспи зайти, это сделать, ЕГОВ ключ получить. Да, мир стал удобным, мне кажется, да, ты полдня уже экономишь, ты уже полдня тратишь на бизнес. То есть время коротит. И как бы вот так вот. Мне оператор показывает, что у нас уже садятся батарейки, но я хотела вам последний вопрос задать. Вот я вас спрашивала в начале беседы о том, а можно ли научить коммуникативным навыкам? Да, 100%. Вот ребят наших спортсменов, которые завершают карьеру или, возможно, поняли, что они не будут строить спортивную карьеру, а будут там вынуждены будут строить карьеру где-то в бизнесе, можно научить бизнесу быстро? Вот придут они к вам на курсы, вы сможете им дать что-то такое? У нас курсов нет. Ну, ваши курсы мобилографии или построение личного бренда, например. У нас вообще курсов нет. То есть, давайте так, что сейчас я не пропагандируюсь как инфобизнесмен, который курсы пойдет. Я вице-президент Панкратиона, Батырбола, то есть предприниматель, который на Вашке я купила форум Шанырак, не я, бизнесмен, спортсмен. И там некий Нурбек Карабала учит строить Найзу, правильно? Да. Ну, или Гульбану Майгарина учит строить сеть ресторанов. Может ли, вот если я приду на этот форум, могу ли я после этого выйти и построить свой бизнес? Достаточно ли будет этой информации? Нет? 100% нет. И мы всегда говорим нет. То есть, извини, ты жил 30 лет вот так, а теперь и ты 20 лет, чтобы стать чемпионом Найзы, ты шел к этому 15 лет. Как ты в бизнесе хочешь сделать? Понятно, что ты сделаешь за 5 лет. Ты не 15 лет надо идти, ну не один день. Один день это инфо-цыганство. То есть, почему я говорю, чтобы человеку поменяться, нужно поменять мышление. А это очень сложная работа. Кому-то дается... Вот я как военный, я вообще пробитый. То есть я ушел с военки, в охране работаю, у меня свои убеждения, все для меня лохотрончики, папеньки, сынки, золотая молодежь. Я вот такой мир видел. И мне, что бы ни говорили, мне не переубедить было. Просто мама отправила на курс, я попал в контекст окружения, понял, что, оказывается, можно, как есть такой инсайт, допусти мысль, что может быть иначе. Я понял, что может быть иначе. И мне понадобилось, чтобы трансформироваться, то есть и начинать давать результаты, примерно, месяца 8-год. То есть год мне нужно было, чтобы просто внутри понять, что есть жизнь другая, что ты не можешь, не всегда ты прав. Твоя картина мира, она может быть неправой. Твоя картина мира неверно быть в этой жизни. Это надо поменять же, согласиться. Это год мне понравился. И потом я выстрелил. И зачастую то же самое, форум, это, наверное, я же говорю, это буст, это зерно, которое закладывается. У нас был, расскажу, человек. Пришел, он работал в одной компании, менеджер по продажам.
в одной компании логистики работал, зарплата здесь 120 тысяч была, я просто один кейс расскажу, таких у нас 1000. Потом он вышел, начал, понял, что вот мотивацию понял, знания получил, он начал применять сразу. То есть не все же применяют, начал применять. Он начал тестировать ниши, то есть ниши это бизнес, тестировать и остановился на автомобиле из Кореи. Нашел друга, который возит. Первый заказ он привез, все, он уперся в потолок, то есть нишу выбрал, у него духа дальше не хватает, дальше делать. То есть ему нужно понимать, как инвесторы привлечать, как выстраивать оргструктуру маркетинга. Он приходит в наш форум через 2 месяца опять. Там как раз эти темы. И он такой, понял. Он пошел, это внедрил. В итоге через полгода он приходит, он говорит, Дамир, говорит, 2 ляма зарабатываю. Вот выписки, деньги, говорит. Вот из чего я вот благодарю ваш форум, я хотел просто поблагодарить. В это время ему за счет того, там у меня был один мой наставник, Рифат Чачи, это HR Capital компания по построению командообразования. Тренинг стоит достаточно дорого, но это лучший тренинг, который я проходил. И он ему говорит, вот тебе бесплатно тренинг, видите, возможности людей приходят. Ты красавчик, что ты внедряешь, я хочу тебя усилить, на тебе тренинг. Он начинает тренинг, проходит, вот уже год прошел, просто ты человек, предприниматель, у которого все в жизни хорошо. То есть с деньгами он многие вопросы закрыл. И бывает же в основном конфликты дома из-за денег же, то есть, как бы, понимаете, такие бытовухи тоже есть момент. Он все вопросы закрыл, счастливый бизнесмен. За год человек трансформировался. И не узнать. Есть то есть сначала нужно посеять зерно, первый раз прийти и... У кого-то с первого раза получается. Как бы приходит же кто-то на спорт, то есть спортсмены меня поймут, приходит спортсмен, то есть у кого-то сразу есть расположено, он умеет челнок прыгать, то есть в боксе, он уже как-то умеет это делать, а кто-то, надо 10 тренировок его учить. И все люди разные, то есть говорят же, успех уникален, ошибки типичны. То есть мы про ошибки учим. То есть вот когда многие говорят на сцене, вы говорите успешный успех, почему я про форумы защищаю? Потому что все говорят про ошибки у нас. То есть я работал с командой, вот так нельзя делать. Не приближайте в команде ближе себе людей, потому что на шею сядут. Это про ошибки. А не так, что, ребят, я, один раз в себя поверил. То есть подышал 2 раза воздухом. То есть чай выпил, корицу в четверг. Да. Корицу выпил. Кофе посыпал. Да, и теперь смотрю, у меня 4... Еще красные плавки можно одевать. Да, но столько 4 коттеджа у меня, и теперь у меня, смотри, машина. То есть смотри, какой я богатый. Хочешь так же? То есть, а как так же не поймешь? То есть никакого инструмента нету. Люди скажут, да что ты фуфужник какой-то, успешный успех расскажешь. И там люди так скажут. Ну ты выходишь, говоришь, вот смотрите, у меня рестораны, я построил их по такой методике. Первое, вот здесь я вот так сделал, но вот здесь я ошибся. И смотри, потому что успех уникальный, ошибки типичные. Весь путь мы не сможем повторить. Из-за этого на сцене в основном делится про ошибки, как они поняли за свой там условно опыт, это и подытожат, они итожат. И, наверное, все то, что комьюнити и так далее, почему я за комьюнити, а не за тренинги? Потому что тренинг это про быстрое, то есть человек хочет прийти и быстро в тренинге что-то получить. Комьюнити это про изменение годами. То есть человек попадает в комьюнити, он смотрит, люди там по 10 миллионов зарабатывают, а он же не зарабатывал такие деньги, он начинает, как вы так? То есть через месяц он начинает говорить, 10 лямов? То есть ушам уже приелось, мышление понимает, что так можно жить. То есть раньше вот так, допустим, было у меня, когда в охране работал, на районе, там, если кто-то в Дубае улетит, блин, это, кажется, царь бог был. То у него как Дубай, все мы его как сказку слушали, как он рассказывал, как было в Дубае. Сейчас для моем окружения Дубай это типа, это его дом. Он туда на зимовку в Дубай ездит или в Африку на зимовку. И ты такой, ты в Дубае, это уже норма стала. И к этому можно и стремиться. То есть самое главное это комьюнити. Мне кажется, это же вот то же самое, вот спортсмены поймут, если я сейчас пойду на бокс буду ходить, то есть боксерами общаться. Вы думаете, я пойду на тренировки по боксу? Мне кажется, выбора не будет. Мы будем так сидеть, чай пить, они скажут, мы на тренировки по боксу. Я скажу, я домой. И какой домой? Пойдем с нами. И раз за разом, я и мастера спорта получу надо будет. Вот так это про комьюнити. Так что я, наверное, людям рекомендую не то, что про тренинг. На тренинг это про вот закладывание семен и так далее. Это, наверное, больше искать единомышленников. То есть успешных уже, так сказать, предпринимателей, там 5, и с ними дружить. То есть за счет этого ты будешь зерна постоянно закладывать, поливать годами. То есть ты быстро сделаешь результат. Есть, я же говорю, чтобы быстрый результат получить, возьми единомышленников, которые занимаются бизнесом. Начать хочешь личный бренд, возьми рядом людей, кто уже это делает. То есть ты начнешь автоматически, как они снимают. То есть найди рядом людей, которые зарабатывают деньги. Ты сразу поймешь, как зарабатывать деньги. То есть вот это больше вот типа про это. Так любому можно сделать. Тем более для спортсмена, чуть завешу здесь, для спортсмена, мне кажется, надо все равно параллельно строить бизнес, источники дохода, потому что вот спортсмены это такой труд, к которому всю жизнь они стремятся, то есть трудятся, да, там, это очень жесткий труд, да, это очень ментально, психологически нужно быть сильным, а потом бам, и травма.
и ты уже как бы не тот был мощный, когда ты до травмы, да, ты уже до травмы мощный, а сейчас ты уже как бы уступаешь, то есть, и все, как бы пик тоже проходит, да, пик он там заканчивается, ну, как показала статистика UFC, там в 32 ты уже в основном все падают, чемпионы, все падают, то есть все проигрывают. В это время нужно уже быть готовым, бизнес, чтобы был, уже деньги туда инвестировать, и дальше спортсмен, отдрался, бизнесмен, например, да, ну или не всем бизнес заниматься, иди куда-нибудь в компанию работать, то есть прокладывать, то есть образование, даже если ты пойдешь в компанию, то есть план Б всегда план Б, он уже нужно готовить его то есть с 20-18 лет спортсмены, которые у вас дерутся, не только фокусируются на спорте UFC, но при этом я считаю, ну это мое мнение, я считаю, что должны быть источники дохода, план Б всегда должен быть. Вот так вот. Я думаю, сегодня много хороших советов от вас прозвучало, полезных, ценных. Я благодарю вас за беседу интересную. Неожиданно, да, что мы так ушли немного в другое русло. Мне хотелось больше и про баттербол поговорить, но, думаю, достаточно поговорили, и достаточно было полезных советов. Я думаю, мы еще раз с вами встретимся и увидимся на Найзе, на баттерболе и на подкастах наших. Да, вам спасибо за приглашение. Мне кажется, этот подкаст надо грузить на наш канал про бизнес. Там сразу поймут, да, не будет хейтить. Я надеюсь, дорогие спортсмены, любители ММА, сегодня мы не советовали, вот вопрос совета, да, я всегда говорю, я не коуч, не спикер, не советчик. Сегодня был просто мой жизненный опыт, мой практический опыт, как бы я сделал на этом месте. И как бы моя цель сегодня на подкасте – это быть полезным. То есть, если где-то что-то я полезно сдал, и человеку что-то это поможет, я буду только рад. Потому что даже есть такое понимание, один взгляд, там, одна встреча, одно выступление или что-то может сквозь жизнь человеку поменять на самом деле. То есть человек может, такие вещи тоже и существуют. Из-за этого, надеюсь, я был вам полезен. Спасибо вам. Спасибо вам. Приходите приятного еще. просмотра. Спасибо.